очень умный, образованный человек, она профессор Сорбонского университета. Я не оспариваю, я говорю только то, что я слышал и видел, как и ты. Она говорит, что они древнее, чем народное. Но это пускай останется на нем. Что же мы говорим по этому поводу? То, что есть многие высказывания по армянским источникам, что армяне тоже утверждают. Я не буду сейчас обсуждать о родственности армян там, с нами. Почему? Потому что они считают, что они потомки урартийцев. Мы считаем, что мы потомки урарту. Однако, возможно, и у них есть. Там сейчас появилась какая-то женщина, где она там написала: чеченцы, отстаньте, там, оставьте, там, мы это являемся потомками урарту. Я, честно сказать, на Кавказе не сильно видел, чтобы сильно там женщины обычно выступали. Ну да ладно, сейчас не об этом речь. То, что мы знаем из географии 7 века, четко упоминали, 7 века, название Нахчиматянки, что проживали Нахчи. Об этом есть монолитный труд. Обязательно завтра в эфире, в Инстаграм или в Ютубе, 11 или 10:30, завтра будет эфир, вы можете зайти, и я вам покажу книгу Гурама Гумбы и зачитаю вам об этом. То есть до Рождества на этой территории проживали ночи, до Рождества Христова. Это за 2023 год, то есть еще до Рождества Христова, кому непонятно. Вот. И возвращаясь обратно, на географии и у грузин, и у мравели указывается о народе Нахче. В 1310 году у грузин указывается, у армян в 7 веке. Это чисто уже о Нахче народе имеется в виду. Конечно же, народ этой местности, Нах – это люди, это Чи – это человек, народ, человек этой местности. Есть разные версии. Есть очень глупые, тупые версии от нордийцев, которые говорят типа якобы сыр. Но я еще раз хочу повториться. Если ногчи, которые пронесли через все эти тысячелетия названия языческих богов, мы их знаем, то есть тот, кто изучает, знает. По крайней мере, я знаю. И ты же знаешь, раз ты используешь древнеязыческий орнамент нашего народа. Но нигде человек, который помнит историю, который передавали из уста, передавали историю своих предков, историю своего народа, не знают, что у них был свой фирменный сыр, поскольку они называют нас сырниками, это глупость. То есть, если ты меченосец, ты должен знать, какие мечи ты делал, что, допустим, у нас есть великолепные кузнецы, оружейники. У нас были великолепные, как и у Нохчи, так и у кумыков, есть великолепные были мастера из танги, которые делали. В основном их делали только у нас. И об этом ученые 18-19 века четко написали. Написали о том, что делались в восточной части нашей Родины. И кто-то даже задонатил, несмотря на то, что мы находимся сейчас в эфире в Телеграме, поддерживают, за что огромная благодарность. Брат Иса, я знаю, что это ты задонатил. Да, так вот, за поддержку нашего канала. Так вот, что я хотел сказать. Мы продолжаем дальше. Блуменбах указал эти народности. Из них Нохчи есть, Гюржи есть. Я скажу 3, по крайней мере. И адыги. Это однозначно автохтонные народы. Это не пришлые народы. Это все остальное, уже все остальные народы я не хочу говорить. Это уже пускай сами каждый может пойти, найти и зачитать. Это раз. Во-вторых, что касается, я начал говорить и выскочил про этого доктора исламских наук, когда я спросил про 3 сыновей Ноя. У Ноя было 3 сына. Ну, остальных. Лагает, я шву пошла. Лагает? Ну, сейчас, пару слов скажи. Что-то чужим лагает, я шву. Ну, хэшву, лагает бывает. Моменты мне понятны. Да, у меня интернет, то, что есть, то есть. Другого я никак не могу солнца удалить. У меня нету Wi-Fi. Слышно меня? Да, царю, хул иш. Слышно? Раз, два, три. Хэшву, хосурун, ташим лагает, я шву, к сожалению.
А если я камеру отключу, лучше слышно меня или все-таки так нормально? Ну, лучше пересойти, так, я думаю, получится нормально. То есть, что бывает такое в Телеграме. Смотри, если я... Сейчас меня слышно, Ажа Легион? Слышно, но лакаешь, лучше пересойти. Бывает в Телеграме такое в голосовом чате. А В как ты... эфире, точнее. Выйти из... Да, это выйти и сойти, то есть, может, нормально станет. Сейчас. Слышно меня? Да, Так. да, отлично слышно, да. Оля, Саламу алейкум. Валыка, да. Салам Маршал. Да, Делер салам Маш- алейкум. Так, Ибраим Чуау. Так, Хауслаш, смотрите, дальше. Видеокамеру, я думаю, не обязательно, да, если так и так слышно. Не-не-не. Мекшуиш? Мекшто. Смотрите, если у нас есть версия, так я остановился на 3. У него было 3 сына, Сим, Хам и Афет. 3 сына, исторически достоверно, 3 сына Ноя имеется в виду. От Ноя. Я объясню вам, почему я говорю о сыновьях Ноя. Еще раз, чтобы было понятно, особенно, я не говорю, что сейчас в эфире есть они, но есть некоторые тупорылые бараны, язычники, которые утверждают, что якобы Ной был евреем. Я хочу этих баранов немножко объяснить, что Ной был посланником Всевышнего, и он не был еврейской национальности. Такой национальности еще не существовало. Эта национальность появилась, если евреи его приписывают к себе, называя его Нухом, да, это не обозначает, что он является, потому что только после Ибрагима, уже еврейским языком или русским, Авраама, появились семитские 2 народа, которые называются одни народом Израилевым, а другие арабы, чтобы было понятно. Во времена Ноя не было такой нации, как арабы, как евреи. И когда эти бараны начинают говорить, что якобы Ной является там еврейской национальности, и мы не евреи, а баранчук, которые тупорылые, которые не понимают, чтобы им было понятно. Так вот, возвращаясь к нашей теме. Было 3 сына. От Сима пошли семиты, то есть евреи, арабы, семитские племена. В основе своей это Африка, это Ближний Восток, чтобы было понятно. От Хама народ, это уже после потопа считается, что вот расширился. От Хама появились все азиатские народы, чтобы было понятно. Алтай, Сибирь, Япония, Китай, Киргизия, Казахстан, все остальные, чтобы было понятно, да? То есть это монголоидная раса. От Сима пошла негроидная раса. От Хама пошла монголоидная раса. И от Иофета пошла европеоидная, а точнее, правильно сказать, кавказианская раса. Вот потомками Кавказиана, и мы знаем по Леонтию Мравелию, что Кавказус был предком у чеченцев, непосредственно у Нохчи и у Голгатов. Но в то время не было ингушей, конечно, но вообще нашим общим предкам. Таргамас, Кавказ и так далее и тому подобное. Поэтому по грузинским данным, то, что есть источники, Илмар нас называют ефетитской непосредственно, и языковой группой ефетитской, мы относимся к Иофету, то есть потомкам Нуха. К чему я это говорю? Точное время. Опять же, сегодня ученые, мы о древней истории многие даже не знают и половина. Мы сегодня только потихоньку набираем обороты. Мы не знаем, когда мы перешли с этой местности Ван, Нахичеван. Об этом очень хорошо, великолепные труды есть у Хасана Бакаева.
очень хороший. Почему? Потому что он использует и Библию, использует и шумерские записи, использует и ближневосточные, и арабские источники. То есть по этому вопросу очень много косвенных тем, где говорится о том, мы знаем прекрасно, что начиная от северной Афганистана, то есть откуда произошла индоарийская раса, да, северный Афганистан, Месопотамия, с этой области очень много есть названий сел, которые полностью соответствуют чеченским тейпам. Допустим, Варанда есть там местность, примерно, да? В Иране есть Хуй называется там тоже. Да, Хуай есть там селение. Ну и само собой Нахичевани, будь то есть селение Нахи, которое считается, у нас сегодня в современном Азербайджане находится. Считается, что оттуда произошел пророк Нох, что там могила. Но это опять же версия, я об этом публиковал. Да, вы видели. Очень много там есть и Уарса, то есть вы знаете, что Нохчи-Тейп есть Уарсуай. Есть и Сада, есть Нохчи-Тейп Садуай. То есть Гала есть наши. Поэтому говорить сегодня, что эти все места были наши, или что мы пришли, или ушли, место расселения и переселения, и ареал обитания, насколько был большой, вы знаете, было всемирное, у нас непосредственно на Кавказе был на перешейке, это непосредственно был шелковый путь, великая миграция народов, переселение народов, уходили, приходили. Допустим, как появились на Кавказе кемерийцы, как появились скифы, как появились сарматы. Хотя скифами, сарматами тоже там начали сейчас убеждать и говорить, что они являются нашими предками. Я очень сильно в этом сомневаюсь, но то, что у нас была связь с ними, то, что мы когда-то с ними схлестнулись, и, возможно, какие-то части от них остались среди нас, вполне возможно. Вот по амазонкам, единственное, которое я с Хасаном не сильно согласен, вот по вопросам амазонок, происхождение этих амазонок, как они появились, мы тоже рассказывали об этом, как они пришли сюда. Вот эта мифология, она языческая мифология, очень сегодня, это времена джахилии. Это не сильно сегодня в исламе как бы приветствуется. Там женщины-воительницы, там прогоняли мужчин, там девочек оставляли себе, мальчиков прогоняли, привозили их оплодотворять. Ну, такие вещи там есть, которые многие не хотят слышать. Это, опять же, я вам говорю, люди, которые хотят слышать только о религиозной стороне, это немножко не то. Почему? Потому что если мы говорим о нашем народе, есть история, которая была до того, как мы приняли ислам. Мы должны понимать. Опять же, я повторюсь, и вы можете спросить у любого ученого, минимум на Кавказе, на этой земле, центральной части Кавказа, где мы находимся, от 5 до 7 тысяч лет. Отвечая на твой вопрос, в 5, допустим, в 10 веке сформировались тейпы, названия тейпов в основе своей, как таковой, по местности, по воде, по скалам, по ледяной части или и так далее. И то, что предки и пешхоевцев, и нашхоевцев, и всех ногчей, которые появились в этой горной части, которые пришли за 1000 лет до этого, как они могут получить название? Это получается, они 1000 лет без названия жили, 1000 лет они без легенды жили, так что ли? Нет, конечно же. Очень слабая версия и недоказуемая. Почему? У нас очень много таких, я не к тебе претензий конкретно, у нас очень много там тем, допустим, у нас некоторые говорят, что Гуард Луай, это типа они Гуард не от сабли гурда, а именно от того, что они якобы делали какие-то передвижные, там, гуардные шляшкали, пешхуай, там, отпечники были. Ну, есть люди такие, которые недалекого ума услышали первую часть слова. Есть некоторые нордийцы, которые говорят, любое слово, которое начинается на букву определенную, это все касается нас. Но это недостоверно. Это неправда. Почему? Потому что, когда я печатаю публикации здесь у нас в Телеграме, в Инстаграме, когда мы говорим, я всегда вначале писал, меня начали упрекать за это, начали говорить, я писал всегда название нашего народа, как это называли. Татары нас называли, допустим, мечекизовцами,
качкалыковцами. Допустим, грузины нас называли дзурдзуками, кистинцами. Допустим, осетины нас называли цацанами, сасанами. Допустим, кабардинцы нас называли шашанами, чачанами и так далее. Допустим, многие дебилы нарнийские говорят, что якобы сюли дали название чеченцам, чачан, аул, чечане, это дали сюли. Но сюли никогда не называют чеченцев чечанами. Сюли называют чеченцев буртиналами, а мы их называем сюли. Они нас называют буртиналами. Гунки нас называют мичикизовцами. Лезгины нас называют, по крайней мере, видео, которое мне прислали от лезгина, он говорит, что старшие их лезгины называли ногчи, называли нахи. Насколько это достоверно, насколько нет. Кумыки называют мичгашлар, мачгашлар. Ну вот, как говорится. И я это записывал только для того, чтобы наш народ и люди, которые сегодня учат, слушают, знали, что когда нас кто-то где-то называет, что это не оскорбление. Просто их народ так нас называл. А сами назвали мы себя, и все ученые в один ряд говорят, что мы называли себя нахчи. Через А, более древний диалект, нахчи. А О это уже современно, вы знаете, уже появилось после 20 веке, это современный литературный язык. И наах, и ноах, это, как вы знаете, одно, если я не ошибаюсь, в арабском О вроде бы нету, да, слова. Я не знаю, многие могут меня исправить, если я не прав. Вот такие вот. Да. Пошла. Дрвала-то, хата дерса. Вот я бывал с ингушем, с одним ингушем спорил. Ага. Вот, к примеру, вот ингуши на 300 дочь, что они появились одна с той, что они чеченский тухум, да, вот. И короче, нас пошел такой спор, как предки себя называли. Он говорит, что наши предки себя называли ламрой. Я на Нет, не спорил. Это неправда. Это неправда. Это, знаете, почему они говорят? Возможно, их предки там просто-напросто указывают, когда и Берже, и все записывали лом хой, якобы, что указывают лам рой, лом хой, указывают, что называли себя нохчи или ламорой, они не любили, когда их называли чеченцами. Это есть описано, об этом говорится. Они могут и говорить, что они не называли. Я не прошу ингушей, чтобы они говорили. Но что касается ламорой и ламонхой, хочу четко, чтобы вы знали, насчет этого есть две версии. Нохчи никогда не говорят ламорой, поскольку ламорой считаются потомками армян. И что некогда были, и у нас есть эта легенда, что некогда были люди, которые пришли, осели, попросили разрешения, осели среди нас определенное место, вот и они их именно называли ламорой. А наших людей, все, кто проживал в горах, правильно называть ламанхуай, то есть жители гор. А ламарой называли именно армянского происхождения. Но сегодня произошла трансформация. Об этом есть статья, я ее несколько раз публиковал, многим не нравится. Почему? Потому что на сегодняшний день шатойские и тумкалинские, то есть все горные части, они, когда им задаешь вопрос, они говорят «холамру айбу олца». То есть это слово, как и слово в войнах, вошло в обиход намного сильнее, чем ламанхой. Я не знаю почему. Я не знаю из-за чего. Но мы точно, по крайней мере на нашей территории, это слово, оно пришлое слово. Опять же, это не название национальности. Правильно говорит ламанхой. Об этом есть печатали и этнографы писали. Я не знаю. Для меня это синонимы. Сегодня это является синонимом. Что ламаруай и ламанхуай. Но, опять же, по устным преданиям предков наших, они говорили, что ламаруай это непосредственно те, которые появились от потомков армян, которые осели здесь, определенной части. А ламанхуай, хуай мы знаем, что это вообще, да? Жители местности, этой местности, то есть непосредственно люди, которые проживают в горах, правильно говорят, ломан хуайдала, я ламан хуайдала, правильно так говорят. Но ламарой, они говорят это почему?
им невыносимо, и они, само собой, не хотят быть частью нашего народа. Но как бы они хотели, не хотели, мы реально были одним единым народом. И название Дзурдзуки, грубо говоря, туда, вот дзурдзуками когда называли, мы были одним единым народом. И они были, и мы были. Я знаю, что у Вахушти Багратиони есть очень... Он намутил, конечно, там кашу наварил. У него и дзурдзуки, у него и кисты, у него и глигвы. То есть, если мы, а это был светилом, они говорят, по крайней мере, ученый сильнейший Вахушти Багратиони, который называл почему-то наших, я буду говорить, потому что он называл в основе своей наших братьев-ингушей, их женщин, особенно замужних, не лучшими словами. Они почему восхищаются, я не знаю. Ну ладно, Вахушти Багратиони один из сильнейших ученых, географов, сильнейших историков, почему-то на карте указывает дзурдзуки отдельно, кисты отдельно, глигвы отдельно и так далее и тому подобное. Почему? Почему после него, которые пришли немецкие ученые, четко указывают локацию кистов, они более правильно указывают, они показывают кистинцами, указывают и немецкие ученые, которые более сильно образованные, более начитанные, они использовали все материалы, они четко указывают кистинцев от Дарьяльского ущелья вплоть до, сегодня он называется Андийский хребет, но раньше на немецких картах он указан как Кистинский хребет, то есть где проживают андийцы. Вся эта горная гряда, Шатойский, Шаройский, и Тумкалинский, Галанчорский, Джайрах, вся наша горная часть, южная часть, она называлась Кистинский. Ну, про кистинцев мы знаем, да, были дальние кисты, были ближние кисты. Ближние кисты — это в основе своей ферпи, то есть которые ближе к Дарьяльскому ущелью живут. Они, их там 1300, кажется, человек было. И дальние кисты — это 18 тысяч. Это наши новчи, которые проживали от Шароя и Тумкали и до Галанчур. Это в первую очередь и Мелхи, и Чанти, и Хачруай, и Дишни. Ну, это все наши исконные тайпы. И Нашва, и так далее, и тому подобное. Почему-то сегодня возможно, из-за некомпетентности, возможно, из-за вот этого слова в обиход. Ну, допустим, многие люди начинают рассказывать, что якобы в Вайнахе слово существовало 1000 лет. Наша там прабабушка рассказывала, ей было там 300 лет. Она откуда могла знать, если это Яковлев Мальсагов придумал. Начинают вот эти вещи рассказывать. Однако, самое интересное, что до революции, то есть до депортации, у чеченцев была письменность. Мы писали на латинице, мы писали на арабском языке, есть где писали на грузинском языке, есть где писали непосредственно на тюркском языке, татарском, тюркском, потому что взаимоотношения были с татарами, имеется в виду татары в данной ситуации, говорится, кумыки, тюркоязычные. Были с ними взаимоотношения, было письмо. У меня возникает вопрос. За все это время найдено очень много манускриптов. И шейха Мансура, и Шамиля, и всего остального. Ни в одном месте ни один ученый, который выступает за неологизм слова «нахи» и «вайнахи», ни один человек не может предоставить бумажное доказательство. Ни один человек не может этого сделать. Хотя утверждают, что их бабушки там 300 лет жили, там дедушки 400 лет тому назад говорили слово «война». Конечно, говорили. «Война» это обозначает наши люди, но не название народа или не название там сегодня. Это вот тупо, когда всех сажали в скотские вагоны, отправляли в Казахстан, они под названием «Войнахи», избивая, закидывали. Выросло поколение, дедушки, бабушки родились с этим названием. В Казахстане называли войнахами, в дороге называли войнахами. То есть, когда тебя все время бьют, избивают, сажают, уничтожают и говорят, вы войнахи, это вбивается в голову. Как и вбилось сегодня, многие любят, когда нас называют чеченцы. О, чеченцы, чеченцы. И многие даже сегодня не хотят, они говорят, это бренд, мы не можем отказаться, это слово знают во всем мире и так далее и тому подобное. Да, знаю, но не забывайте, наши прадеды
предки ненавидели это слово. И они говорили, мы не чеченцы, мы нахчи. Да, был город Чечен, был Чечен-аул. Мы не против наших старых селений, Чечен-аул и так далее, но мы не чеченцы. Хоть мы и находим доказательства, все ранее публиковано, там, 17 века нашли, сейчас 15 века нашли, от названия этого. Да, я вам скоро опубликую еще одну карту, вы увидите, что вплоть под Нальчиком было селение Чеченов. Есть сегодня кабардинцами стали, их фамилия Чеченова, от князя Чеченова, живут в Кабардино-Балкарии, то есть среди наших братьев-владык. Это потомки наших нохчи, которые стали кабардинцами. Вот. Эти вещи есть, и этого не избежать. Эмигрируют, остаются, перенимают, адаптируются, выживают. Это все было. Хотим мы этого, не хотим мы этого. Мы можем о многих вещах говорить. Но не стоит забывать, опять же, мы же не говорим, что мы являемся единственными, и мы являемся там правильными. Нет, могут быть все, и быть, и слушать, и понимать, и знать нашу историю. Но ошибки могу допустить и я, и как любой другой человек может допустить ошибки. Но мы должны четко понимать, когда мы говорим, что мы лама рой, и сегодня я никого не смогу переубедить и сказать, откажитесь от слова ламара, это неправильно. Правильно говорить ламан хой. Разве меня послушают? Нет. Если я скажу сегодня, мы должны отказаться от слова чеченцы, наши предки ненавидели. Историки говорят, генералы говорят, что чеченцы ненавидели это слово. И мы называли себя нахчи. Разве сегодня откажутся? Нет, не откажутся. А почему? Потому что под это слово чеченцы сегодня можно любую склянку, любую болванку закинуть. То есть, когда я сегодня объясняю людям, научно показал, почему у нас есть инородные тейпы, потому что некоторые бараны необразованные, когда говорят, что любой человек, который получил политическое убежище на нашей территории, Нохчичуа, будь это Галгасский, будь это Гунти, будь это Нуахи, мы их называем тейпом, ни один не может обосновать и пояснить, что мы и наши предки это делали только для одного. Они их спускали на уровень самого маленького тейпа. Ни одному из этих народов не давали статус народа на нашей земле. Их не называли народом, потому что это наша земля и наша родина. Их называли, им давали статус тейпа. Поэтому у нас есть новый тейп. Не потому, что они чеченцы. Нет, а потому что самый маленький чеченский тейп, он ровен любому миллиону. А за счет этого, да, поэтому нету их, да, до сих пор нету народа нагайцев, да, в Чечне, да. Я поэтому многие не знают. Хотя достаточно умные люди это объясняют, поясняют, четко указывают. Есть народ Гунти, не всякого сомнения, но он живет в Дагестане. В Чечне нет такого народа. Есть новый народ, но он не в Чечне. Имеется в виду в Чечне, он не является народом, он является непосредственно тейпом. Поэтому в классификации жителей Чеченской Республики их так записывают. Им не давали статус народа, потому что это наша земля. И под статус Нохчи многие сегодня не попадут, если мы будем говорить Нохчи. И многие ненавидят это слово. И многие не хотят этого использовать. خاطر درسه интернет شعدوي تيك توك شواح تليجرام شعدوي طيب غمكي خل سولي خل دوي كروش سونا تاع سورجتات إيش تشتر كروش رازن كنيكش إردات مثلا تشيشان سبتي للدان غمكي وده سوت سنة سوى زعوت غمكي سون جنوات منو سون أزق سغزنا سون دوي نصوص يحتى يشتغل سورج كروش تشيشان سبتي للدان
Да, Шамхалу, Тарковскому, да. Тахпал Хатуздуй, ну ас никогда в жизни дуй, никогда сунха дуй сакаму, никогда в жизни. И дан целуш томбер бари сунха бини дуй, сунха бини постоянно дуй. Ах, сурч цартис хуба ханду дат. Объясню. Отцул майр хун буш дуй, и Объясню. дат. Объясню. Объясни, Ваша, иншаллах. Хорошо, смотрите. Чтобы было всем ясно. Во время нашествия Тамерлана, я исторически вам обосную эту вещь, чтобы вам было понятно. До нашествия Тамерлана в 13, 12, 10 веках ногчи жили на этих землях вплоть до Каспийского моря. У нас есть название всех кораблей, есть название рек, есть название морских и рыб и всего остального на родном чеченском языке. Если бы мы не были, выхода не было бы на море, у нас этого не могло существовать. Это раз. Во-вторых, поясню вам. Во-вторых, когда пришел Тамерлан, вы знаете, да, мы были частью аланского государства. Аланы, само собой, были под хазарским государством. Хазары уничтожили, осталось Аланское царство. Аланское царство было под Золотой Ордой. Золотая Орда – это Тахтамыш. Тамерлан шел войной на Тахтамыша. Часть наших воинов должны были быть на стороне Золотой Орды. Золотая Орда проиграла. Чеченцы, те, которые остались, ушли за Сунжу. Это все было сплошной лес. Они ушли за Сунжу. Тамерлан, победив, ушел вверх через Ногайские степи, ныне называется Ногайские, он ушел Адыгею, западную часть, уничтожая адыгов, а иначе говоря, черкесов сегодня, их княжеские замки уничтожая, он остановился ставкой в Пятигорье сначала, это нынешний Пятигорск. Оттуда он пришел и уничтожил полностью столицу аланского государства. Из-за ногчи алганюрт олсунах, это там была ставка вот, там была столица. Считается, что была, и об этом говорят многие ученые, и Виноградов в советское время, что там была главная столица Магас. Маас. Да. Салам алейкум. Вы с вами говорите уже? Сейчас я отвечу быстро. Ставка была Тамерлана там. Они остановились. Ногчи, поскольку они проиграли, несмотря на это, здесь находилось непосредственно войско Тамерлана. Они делали нападение 1 раз, 2 раза. И, говорят, убили одного из любимых полководцев. То есть занимались партизанской войной, убили кого-то из любимых воинов Тамерлана. Тамерлан, разгневавшись, сказал, как смеют какие-то язычники, некоторые говорят так, другие утверждают, некоторые наши ногчи, что он распространял, он же был эмиром, что якобы Тамерлан распространял ислам и уничтожал язычников. Ну, есть такая версия. На самом деле это, конечно, немножко не так, потому что в тот период, когда был Тамерлан, уже ислам частично был принят непосредственно с чеченцами, особенно восточными чеченцами. Так вот, он через Асиновское, Аргунское ущелье, все плоскостные земли были уничтожены, сожжены, чтобы было понятно. Он по плоскостной территории, это нынешний Гудермес, это Мичекизовцы, то есть Хасавюртовский район, Качкалыки, Гудермесский район, Хасавюртовский, Бабаюртовский. Вот эти все плоскостные территории были под Тамерланом. То бишь были все уничтожены и загнаны в горы. Я говорю о нашем населении. Уничтожая их через Курчалойский, Назаюртовский, Веденский, точнее Аргунское ущелье, Асиновское ущелье, зашел Тамерлан. Часть смогла скрыться в Галанчорском районе, ныне это Нашха, Пешха и Галанчорж. Некоторые говорят и Тумкалинском тоже немножко, но очень маленькое, 10-15% ногти. Остальных женщин, детей, стариков, башни, все, что попадалось под руку, уничтожалось Тамерланом, разрушалось. Говорится о том, что он жестоко скидывал с высоких скалистых мест, скидывал детей, стариков, всех уничтожал.
представители нашего народа. И так огнем и мечом он прошел через Шаройский, между Шаройским и Шатойским, он ушел через горы Ичкерии. Когда он вышел через Ичкерийские леса, он часть своего войска отправил в Аух, а другую часть пошел уничтожать и завоевывать Сюли. Казикумухское государство назовите, Шамханство точно. Но без разницы, он ушел туда. Те, когда соприкоснулись, часть, которая ушла в Аух, увидели своим братьям, соседям, будь то это или Сюли, будь то это или Гумки. Ну, Гумки не говорится, там речь идет конкретно о Сюли. Вот только раз Гумки говорится или о Сюли конкретно, я не знаю. Речь идет, ну, что он шел туда, а они на поддержку ушли. Все. Тамерлан, чтобы было понятно, это 14 век, 1380-90, это 14 век, мама, чтобы было слышно, чтобы было понятно. После этого остается горсточка чеченцев, 10-15%. Пока они в закрытом, в Ножхе, в Галанчоже, Шатой и Тумкали, пока они не начинают восстанавливаться в течение 100 лет, 200 лет. Все эти места, которые некогда были нашими, остаются за вассалами Тамерлана. Тех, кого он оставил на Кавказе. Я не хочу называть их. Они и те, которые шахи там в дальнейшем своей политикой заселили на Дагестан какие-то народы, они на этих землях заселяют, сажают людей. Для них, в их понимании, это их земли, потому что они завоевали. Они пришли на пустые места. Там нету никаких Нохчи, там нету никого, чтобы было понятно. И тут, через определенное время, ближе к 15-му уже Берс-Шейх, они начинают потихоньку происходить реконкиста. Ножки начинают размножаться, ногчи-тейпы. Аларвай, Бенуай, Цуан, Труай, Уардуай, Эхшбатуай и так далее. Это непосредственно ичкеринский тухум, а ныне называется наш московский тухум. Они начинают после совещания, после совета Мехкел, они начинают уходить, им спрашивают, начинает происходить реконкиста. Они начинают освобождать свои земли, спускаться с гор. Где с войной, где пустые, они сажаются, и там уже каждый ставит за собой Харачуай Шейлам, Чермуай Шейлам, Эрсной Шейлам, Эршбатуай Шейлам, Уардлуай Шейлам, Цуантруай Шейлам. И начинается вот это завоевывание, основа, село, основа. И они потихоньку, освобождая свои земли, спускаются. Когда спускаются, доходит до области Мичик. То есть мы должны обратно выйти к морю. Обратно выйти на Каспийское море. Спускаются. Правая сторона Сулака, а ныне Нохчи называют ее Уайхи, заселена Шамхалом Тарковским и кумыками. Эта область заселена ими. Правая сторона. А левой стороне в это время в периоде... Башлам, а кумыки относятся к тюркам, да? Конечно. Это типа тюркоязычный народ. Да, они потомки Тамерлана, да? Я не могу сказать, что они потомки Тамерлана, но Тамерлан был тоже тюрком. Они говорят, что они потомки игунов, они говорят, что они потомки много кого. Но я не буду вмешиваться в их дела, но я хочу смотреть, чтобы было понятно. А эта часть заселяет. Потом Нохчи начинает спускаться. На эти земли делают предъяву, делают уже после, когда эти земли были пустые. Свято место пусто не бывает. Часть под свои пастбища забирают
начинает Сюли, Нуцалхан, больше, это наши земли, царь Ол. Шамхал Тарковский начинает говорить, что это, и спускает, ночью начинает спускаться и освобождать свои земли, поселяться. Само собой, силы неравны. И не нужно думать, что только две. Там нагайские ханы, тюркские шамхалы и аварские нуцалы. Но сейчас уже появились, уже говорят, что и казикумухские там якобы были. Но суть не в этом. Эта речь идет, и Гумет Юхаем, эта речь конкретно идет река Мичик, то есть это Гудермесский район, нижняя часть. Азамат Юрт, Кизляриол, Ауа Юрчуй, Лахайо. Но и перелицам Лахайо Шуй, Лахарчасть Юй, Дадуокшана, Хасаюрт. Нижняя часть. Вот эти часть, нижней части речь идет о них. Вплоть до Гудермеса. Вот эти части подпадают, начинает реконкиста, освобождаются эти земли. Во время освобождения этих земель делают нападения. Сюли делают нападения, убивают, угоняют скот. Онки делают нападения. Их больше, а не кочевники. Наша стихия и наши войны – это леса, горы. А на степных местах они не оставляют. А для того, чтобы дальше как-то спуститься, нам нужны эти земли. И в этот момент на Мехкеле принимается решение от наших предков. И они говорят, мы позовем одного из сильных, тот, кто соседствует, для того, чтобы он между нами вел равноправие. То есть не Исуалил, в качестве менеджер, управленец. Петр, вот, и об этом уже четко указывается. Это уже в 18 веке. Им дают. За это дают одного барана, там со 100, кажется, или 10 баранов, короче, в качестве, или же пшеница, там, определенная мера, все это написано. Но если они по несправедливости, проводят, то их или убивают, или прогоняют. Вот эти два момента тоже четко описываются. Что касается дани, платили нет, это единственный, кто в основном они пишут и документально есть подтверждение, это некий царский офицер, шестерка, Лаудаев. Единственный, кто может это сказать. Да, حاجة باشلام. Все. حتى خلي إفرياتر إنستغرام شو. حتى خلي إفريات إنستغرام شو. سيجا جونو واحد جونو شو ولا. لودا واحد يبيش وري كروش إذا جكتي وري يهر وري نتون إديت ده أحتوه أنا عيتون إديت تويتر إميلور إدات أقال أرسل صنخاء دوي صنخجو صنخاء دوي نخجوس شيء ده خرع دوي يتيب قميل دار ده تاري دوي لودا سامي حزو تيجا بالناخ وي تيرتر بالناخ اشتلت بباق все. قيتو عقا ده حاجة إثباتهم ده تردالج ده حاجة أسفل إشحات إلى عتسة أو ميوم شايفوت إلى عتسة قيت عديك أسريج نو سيجر حاجة باشلام если его передали да до наших дней если передали слова этого Лайдаева это же Российская империя передала и сохраняла да, его слова это же не чеченцы это же не мы передали слова Лаудаева, да, чеченцы. Это передала Российская империя, да? Да. Вот, видишь, много говорит. Но, есть одно но. До меня донесли информацию, непосредственно потомки Лаудаева говорят, что никогда их предок такого не писал. И если это правда, они просят, чтобы показали оригинал документов. Но ни у кого из тех, кто сегодня перепечатывает или говорит, нету ни в архивах, нигде рукописи Лаудаева. Вот что очень странно. Возможно, Лаудаев и был чеченцем. На него наклепали. Возможно, придумали, сказали, что это он сделал. Но факт остается фактом. Он был царским офицером. Он никогда в жизни не был ни в Гудермесе, ни в Аргуне, чтобы было понятно по сегодняшним меркам. Самое далекое место, он один раз был в крепости Грозная,
его автобиографии сказано. И то под вопросом, был ли он. Он все время находился или в Моздоке, или где-то там дальше в сторону Ставрополя, Кисловодска и так далее и тому подобное. Он не был здесь. Это то, что он записал, даже если он записал, что якобы платили и так далее и тому подобное. Опять же, если он Нохчи, а я знаю, какого он тейпа, тот тейп, кому он себя относил, непосредственно живет на границе, самой границе с Дагестаном. Получается, что его предки платили дань. А какой нормально здравомыслящий человек в здравом уме скажет, что мои предки платили дань Сюле или Гумки? Сам подумай. Оригинала этих документов никто не видел. Ни в Тифлисе нет их, ни в Санкт-Петербурге нет. По крайней мере, нигде я не видел этого. Я спрашивал у наших ученых, никто не видел это. Это раз. Во-вторых, я хочу, чтобы все знали, Лаудаев не является ни этнографом, ни историком. Он не ученый. Он царский офицер, военный. Опять же, невысокого звания. Он не генерал, чтобы проходил войной через все это и знать все это. Он был просто офицер, разжалованный, то есть наказанный. И после того, как он написал эти... Кстати, он очень плохо написал не только о наших восточных чеченцах. Он про ингушей написал еще хуже. Но, однако, использовать его материал, как ни странно, ингуши, при поддержке ингушей, Сюлю брали это. И сегодня ссылаются. Есть еще Дубровин, на которых... Но Дубровин говорит, чеченцы платили дань дагестанцам. Но тем дагестанцам, которые приходили попрошайничать, потому что они были нищими, а чеченцы жили очень богато. У них возможности было и все остальное. Но об этом вы можете... Я это публиковал, это все есть. Что касается Гумки, я еще раз скажу, у меня очень хорошее отношение к ним. Поскольку и за добро нужно платить добром. Они очень много и хорошего сделали для нас. У меня плохое отношение к Гумке. Почему, знаешь? Почему? Потому что я читал официально, да, когда началась, когда Петр I пришел на Кавказ, я читал, как Шамхал Тарковский в то время отдал им 1600 быков. Стоп. Кумыкский народ, Мухаммад, это не Шамхал Тарковский. Шамхал Тарковский был князем, чувак, Собардила. Такой же князь был и у кабардинцев, у адыгов, который владел чеченскими землями вплоть до Герменчука. Не забывай. Однако до прихода русских, или же под предводительством первого имама Кавказа, шейха Мансура, было огромное количество воинов, которые погибли за шейха Мансура, за Кавказ. Поэтому Шамхал Тарковский – это не кумыки, не все кумыки. Шамхал Тарковский – это князек, который получал бабки и от России, получал бабки и от, если нужно, от персов. Он руководитель, он бизнесмен. Ему без разницы было, кто к чему. Поэтому, если он там дал 1000 быков, 2000 остальное, если ты будешь по Шамхалу Тарковскому судить, извини меня, но тогда завтра тебя и меня могут по Мазлаку Ушаеву судить. А ты согласен на это? Лучше он Сахарби, Дарбдацун. Но я вообще тебе говорю, ты хочешь, чтобы тебя судили сегодня по Лаудаеву? Нет, не хочешь. Я знаю, что чеченцы не явились. Я знаю одно уже, что все туда явились, кроме чеченцев. Мама, ты знаешь, что во время депортации многие в Гудермесском районе Кечниш сохранены благодаря кумыкам. Ты знал это? Я не знал. Потому что они сказали, когда из них делали свинофермы, лошадиные базы, они сказали, это наши могилы, не убирать. Ты знаешь, что многие семьи Анди и Гумки приняли чеченских детей, когда их депортировали, они сказали, что они андийцы. Да, я знал. Но тогда ты должен понимать, что один кумык другому кумыку, они разные.
Да, вот я это пытался сегодня- доказать, это Кумыкову, я ему доказал, да? Типа я хотел доказать, что в Шамхальском Тарковске не жили все кумыки. Да, нет, но там в он Шамхале доказывал Тарковского жили обратное. чеченцы. Да, Жили он чеченцы, доказывал да. обратно. Он говорил, что это были все кумыки. Кидал мне очень много документов. Нет. Это говорю. Половина населения Эндери или целый куб проживали там Тайпан Дышни, Цуантруа, так что Гуной, так что он чешет тебе. Да. Некоторые кумыки, как и у нас, есть тоже такие хонгильдоны, которые Ну, рассказывают. хажла, башлам. Я могу все равно, да, Мама, чтобы они... продолжите, да, мама, Да, дела. И Кремас, да, как начал и Крема, далеко Магара. а то вообще бьешь того, что сказать. И Крема, что ты хотел спросить? Ассаламу алейкум, Масега. Алейкум салам. Ваалейкум Хата ассалам. дочь. Затем поднятие шорсу. Тахан совет тейпа и кушайте канале цинкал шорсу, да, гапрот, пьеса тебя каш. Хагула, да, сейчас председатель, хорошуешь, ну, ради бога. И حقيقة يوق представь Артем Платошка, вас يوق лека вехкан, ала вехкан, вехш. Короче, они ему там дарят карту подарили, туда, короче, примерно 1/3 Чечни составе Ингушетию, Осетии составе Ингушетию. Со всей стороны по чуть-чуть, там, Грузии чуть-чуть прихватить, на. И как Халхава Дилан Артем Платову следующий прямой эфир я буду полностью, короче, эту карту разбирать, рассказывать, как ингуши потеряли эти земли. Аж карта называется «Отторгнутые земли Ингушетии». Короче, у ингушей все, короче, все отжали, да, цачца. Карту бахкана будешь 100 человек кук, что лулу, что и пахалдовнах. Я, Хазна и Крема, я этот вопрос... Представь, мялянче молодежь, сейчас они вдавливают. И фитан мадох мою хартию, цена лилошек. Честно сказать, они делают для себя хуже в первую очередь. Что касается Артема, если Артем в данной ситуации покажет карту, которую он подарил, и территория Чеченской Республики будет говорить и указывать, что она является на самом деле не чеченская, будет заниматься разжиганием межнациональной розни, я надеюсь, он со всеми своими адвокатами прекрасно понимает, что это разжигание межнациональной розни, что ни один ногти не оставит и сантиметра своей земли. В 2018 году официальные власти Чечни и Ингушетии этот вопрос закрыли. Если совет тейпов, совет старейшин, у них есть такие пробросы, когда они то на стене, то в другом месте. Я помню, недавно увидели, какое-то министерство повесило карту, и когда на них написали заявление в прокуратуру, они сказали, что это не карта. И обосновали это, якобы, что это рисунок, похожий на карту. То есть сегодня можно отмазываться таким образом. Они, если на них сегодня официально скажут, они начинают говорить, это рисунок. Если они будут показывать такие карты и делать это, и клеветать, то, я еще раз повторюсь, они получают себе обратную сторону 10 раз больше. И если Нохчи начнут показывать сегодня 2 района, которые отдали им, и так далее, и так далее, и так далее, это никогда не прекратится. И они вбивают в клин между Нохчи и ингушами надолго и долго. Чу они выполняют программу, разжигают межнациональную рознь. Зачем? Вроде бы старшие люди, наоборот, борт побьешь полчара. Я не знаю, зачем они это. Хотя я знаю, они эти карты подделывали с 2006 года. Вы посмотрите на сайтах. Они прямыми разговорами, переписками все это выкладывают. Это все есть, Чудукдаш. Они это прекрасно знают и видят. И несмотря на это, они это все равно публикуют. Они публикуют, они показывают. Им это кажется, вот они думают, что тем самым каждый раз, когда они будут долбить, что вот это прокатит, и завтра они могут обосновать, что через 100 лет кто-нибудь скажет, вот видите, русский парень Артем Плата приехал с Барнаула, говорит, что эти земли являются исконно ингушскими. Вот
Я не знаю, я думал, что Артем исправился. Мы с ним поговорили, как в директ он вышел, я ему объяснил. Я ему пояснил, сейчас не то время, сейчас не нужно вот этими вещами заниматься. Я не занимаюсь историей Ингушетии, я не занимаюсь историей Дагестана, я занимаюсь своей историей. Но если ты переходишь границы, то есть ты конкретно историк Ингушетии, и ты переходишь на территорию Чечни, здесь я тебе не позволю говорить. То есть ты претендуешь на исконно чеченские новчи земли. Так вот, что касается ваших отношений с осетинами, мне дела нету. Говори, что хочешь. Но с Чечни не надо переходить. Да, я и говорил, и утверждаю, до сих пор говорю, что Уарспа – это часть новчи народа. Что там Уарспа говорят в Ингушетии, я не могу сказать. Те территории верхней части, которые возвращены, были стихаря присвоены в 2008-2009 году, их через 9 лет их вернули обратно. Нижнюю часть, которая не была демилитаризована, с Аушева, Дудаева до младшего Кадырова, этот вопрос не был закрыт. Это была спорная территория, и Ингушетия это прекрасно знает. И на самом деле Евкуров Юнусбек сделал очень много хорошего для Ингушетии. И он на самом деле сказал, нам оставили 71 тысячу гектар спорных земель. И он прав, потому что это были спорные земли. Прошло бы 200 лет, все равно бы новчи говорили, это спорная территория. Потому что вопрос ни Руслан Аушев, ни Дудаев не закрыли в то время. А то, что были претензии, и парламент вчера, и выступления, и многие документы мы публиковали. Какие села были спорные и так далее. Несмотря на это, мы видим сегодня и Руслан Бузуртанов, и многие ему подобные сидят и говорят, Бамут наш, Асиновка, Серноводск 90-х годов, до 90-х годов были наши, Ачхой Мартан наш, Урус Мартан наш. Но пока они такие вещи говорят, никогда это не прикрыто. Я не знаю, что они хотят этим сделать. Почему-то... Потому что Фитандук законный, фитандук приходят ко мне, сун сардмаштукш, савелул дахьяваш, мукшочо, нанахьяваш, ой хаметтикш хаяш, охарву, хаважву. А все из-за чего? Я говорю о своей истории, о своей территории. Я не говорю о их территории. Они просят, нас вообще не упоминай. Да с радостью не упоминал бы. Но стоит мне убрать слово с Чечено-Ингушетия и сказать, что это только Чечня, они на второй день пишут текст и говорят, башлам пичучу, фельгшячу, ой, гунядин, гар, гунядин, там одевают сыр на голову, все остальное, делают ролики, выкладывают, что я вырываю слова из контекста. Но как я могу? Тогда скажите мне писать их или мне не писать? Я не могу вырвать. Они 70 лет были с нами. Они до 17 века были частью нашего единого народа. Куда я их дену? Они сегодня говорят, что их 2000 лет истории. Какой истории? Но если мы были единым народом, какой истории? Поэтому, я не знаю, альхамдулилля, ни один из наших стариков, имеется в виду, у нас есть совет старейшин, совет тайповец, никогда ни одного плохого слова про них не говорит. Фитан, Мадье, Вой Цахду, Вой Вежри, Вой Зюкри, Вирч, Гара, вот все, что наши говорят. И почему-то и для наших плохой я, и для их, само собой, для них я тоже плохой. И для Сюли я плохой, и для всех. Почему плохой? Да потому что я за 20 лет на нас столько наговорили, столько книг написали. И они привыкли, чтобы хавал people. Мы хавали, мы проглатывали, говорят, а я когда? А они писали книжки, делали, печатали. И у них сегодня появляется человек. Артем, будь то Бузуртанов, то он какой-то злой Гиви или грузин там был, то третий, то 10. И все льют парашу. Мы не трогаем ингушей, и нам нет дела взаимоотношений ингушей и грузин. Но они обязательно затрагивают. Нам нет дела до взаимоотношений кабардинцев и ингушей, но они в этом случае. Примерно. Буквально неделю тому назад я пишу пост.
вы видели, все, кто на Инстаграм подписан, пишу пост про взаимоотношения адыгов и чеченцев. То есть хорошие взаимоотношения и так далее. Заходит ингуш, его Рус написан, Рус 06, вы можете увидеть. Он заходит и закидывает статьи, где кабардинцы вместе с русскими нападали и уничтожали чеченцев, якобы и карабулаков. Какое дело ингушу писать о кабардинцах, кабардинском полке, который нападал, и чеченском полке на чеченцев и карабулаков и уничтожать? Зачем ингушу говорить об этом? Я говорю, какое твое дело, мы сами разберемся. Кабардинский полк, это еще не обозначает, что среди них все кабардинцы. Мы знаем, как были формированы. Это на этой территории был кабардинский полк. Я говорю, такие же полки нападения были и с Ингушетии. И они делали нападения на карабулаков, на чеченцев. И в Чечне была милиция, которая была с Ермоловым, которая нападала там, наказывала непокорных воинов имама Шамиля. Мы знаем эту историю. Мы не осуждаем, мы сами разберемся. Но зачем взаимоотношения адыгов, ныне кабардинцев, да, и чеченцев, когда я выкладываю пост, зачем туда влазить ингушу? Я выложил пост слушайте, о границе между чеченцами и кумыками, или чеченцами, черкесами. Зашел Нарнийский утырок и говорит, ты заменил черкесов на чеченцев. Я не проследил, это был мой косяк. Я не прочитал. Отныне, после этого я читаю теперь каждое слово. И я логически не подумал. Почему? Потому что я думал, а где могут быть черкесские земли стыковаться с кумыкскими, если между ними чеченцы? На самом деле это не так. Дело в том, что кумыки по реке Сунжи вплоть до Назрани проживали кумыки. И сегодня небольшая часть кумыков проживает в Ингушетии. Они жили по Сунжи, они с царских времен жили и живут. Они живут в Осетии, в Моздоке. Она называлась раньше Чичбалка, чеченская балка. Сейчас она Кизилюрт, кажется, называется, или Кизляра называется, прямо под Моздоком. Там живут кумыки. То есть в Осетии живут кумыки, в Ингушетии живут кумыки, в Чечне живут кумыки. И ничего этого нет. Вполне возможно, они стыковали. И вплоть, не забывайте, до реконкисты, я еще раз повторюсь, кабардинские беки владели землями вплоть до Гермичука. Шали, Гермичук, Дурмеса, вот этой области. Почему? Потому что ногчи были еще в горах. Плодородные эти земли были за князьями, они разделили. Благодаря великолепному, хорошему ходу Темрюка, который заключил брак, отдал свою сестру или дочку Марию Темрюковну за Ивана Грозного, он получил поддержку от Московской патриархии. Это ход был, это не наше дело. Это сами кабардинцы разберутся, адыги разберутся. Но судить по Темрюку всех остальных адыгов, которых было почти что 2-3 миллиона, неправильно. Почему неправильно? Потому что до конца смерти, грубо говоря, до того, как раненый попал в плен первый имам Кавказа, шейх Мансур, адыги, нося его на руках, до конца, до смерти боролись с ним за свободу своей родины, за свободу Кавказа. Шейх Мансура именовали имамом Кавказа они. Пишут, песни слагают, легенды слагают. Их ученые... Да, я слушал песню. Шейх Мансуре больше его любят, уважают братья адыги. Потому что, опять же, среди адыги... Они очень любят шейха Мансура. Вот, 13, чеченский народ тоже очень любит адыги. 13 обществ среди, вот как наших тейпов, 13 обществ среди адыгского народа. И кто-то один, если там был князем или владел чеченскими землями, допустим, Бек Черкасский, который владел Малой Кабардой, который до тех пор, пока там в конце концов не продал эту землю царской России, а псидаховцам Дюэлкюртер он продал тем чеченцам, которые там жили и живут до сих пор потомки этих ногчи, которые проживали на этой земле испокон веков, всегда относились к нам, не поддержали. Шейх Мансур, когда начал освобождать, князей не поддержали простые люди, кабардинцы,
ушли за Терек, оставив чеченские земли. Мирно, добровольно. А вот с нуцалами, с аварскими нуцалами или кумыкскими шамхалами ситуация была немножко иная. То есть они, есть письма, я вам их зачитывал в прямом эфире, где они жаловались, говорили, нам верните нам наши земли, наши селения, подавите там, накажите их, пускай они будут опять подвластны. Жаловались царской России. Поэтому сегодня, возвращаясь к этим разговорам, этим картам, если Артем допустит эту ошибку, где будет указывать на чеченские земли, он наживет себе проблемы, врагов в лице чеченцев и всех, кто когда-то с ним нормально к нему относился. Занимайся своей ингушской историей, занимайся своими вопросами. Никаких, хоть на совете тейпа, хоть где угодно, но не трогай, не переходи границу. Чечня – это Чечня. Здесь есть свои блогеры, свои историки, свои хозяева этих земель. Будь это орстхоевцы, будь это кто угодно. Ачхой-Мартан, маша Аллах, город. Свердловск, иншаллах, тоже скоро станет городом. Огромное количество населения будут размножаться, будут застраиваться. Эти территории никогда не были чужими и не будут. И в дальнейшем, иншаллах, будут развиваться. Для этого делается все. Нохчи не оставит своего никому ничего. Лучше, как законом решено, закон есть закон, порядок есть порядок. Не нужно сочинять и приклеивать всякие байду и становиться Русланом. Он лишний раз себя опозорит. Потому что он прекрасно знает, где есть территория, кто там, какие-то старики ему что им рассказали. Мне дела нет. И Крыма, я надеюсь. Башлам, ты слышал про эту битву, между чеченцами во главе Алдамана Гези, Гази Алдамов, да. и Дугри хан Аварский. Битва есть типа официально на странице Чеченской Республики, да, выложена информация, да, на чечен сайте. Я сам оттуда скопировал. В 1667 году была битва, да, между Чечней во главе Алдамана Гези и аварцами. Ну, эта битва была, да, как я его скопировал, я сейчас прочитаю, да, смотри. Царь Московии спровоцировал хунзахского нуцала Дургихана на конфликт с чеченцами. В последний 1667 году направил в Аргунское ущелье свое войско, да, аварцы, во главе с сыном Мухаммад ханом. Гази Алдаму, уже освободивший с тому времени отдел на Западе, лично принял непрошенных гостей, да, и так далее. Но в итоге, да, битва случилась, это реальная битва. Да? Это битва, их уничтожили, и мало того, есть пословица после этого. Вот, их уничтожили, чеченцы, их уничтожили, да, это аварцы, это сюли, их уничтожили в Чечне, они напали, но не напали сами. Их уже в то время Москва управляла в то время аварцами. Это давно, это почти 400 лет назад. Смотри. 17 век. Да. В то время они сами напали по не сами, при поддержке Москвы. Да, при поддержке Москвы. Их уничтожили, и их Дургихан, великий Дургихан, убежал в Грузию, где скончался. Ну, смотри, я тебе хочу сейчас прочитать, как это было. Смотри, когда Чечня выиграла у них, потом Алдаман Гези отправился на Хунзах с целью уничтожения Хунзаха. Но потом Дургихан, когда увидел, что Чечня приближается, направил андийцам, андийцам он отправил своих послов, и тогда Алдаман Гези, поговорив и от уважения к андийцам, он оставил жить, Хунзах оставил жить с уважением, потому что к нему был уже, если отправляют человеку в то время
посла, это уже проигрыш полностью, насмерть, то есть это проигрыш. Все. Это единственная битва, которая нам известна, да, чтобы аварцы что-то напали, какой-то дань хотели, да, например, они напали с целью дани, да, например, видишь? Ты говоришь конкретно о проигрыванной битве. Да, и там Это известные имена есть, смотри, там есть известные имена, смотри, я сейчас не закончил, там есть известные имена, смотри, Атанасил Хусейн. Потом я нашел в интернете подтверждение из аварских сайтов, да, что битва реально была, да, реально битва была. Смотри, что пишут аварские. Ну, они вообще пишут в другом варианте, но в то же время они подтверждают, да, что битва была. Они подтверждают, что они пишут, смотри, что они пишут. Они пишут, что битва была, что аварские ханы хотели распространить ислам в Чечне, да? Они пишут, что мы в то время не были мусульманами, и они хотели распространить ислам в Чечне. Но это великая байка, которую говорят. Да. И поэтому они подтверждают, что их Атанасил Хусейн тоже был типа шахидом от неверных чеченцев. Неверных чеченцев. Да? Это отмазка, да, по истории. И я тебе клянусь Аллахом, да, валлахи, да, я нохчу, я муслим, я бы поверил, да, что чеченцы платили дань кому-то, но я последние 50 лет истории Чечни забрал, типа сравнил, да, с этими данями, которые они пишут, и я понял, чтобы чеченский народ никогда в жизни бы не принял дань без битвы, да, и насмерть. Да. Это вообще невозможно. Какой народ, именно чеченский народ бы никогда бы не принял, да, дань? Ты понимаешь, я могу тебе объяснить. Сегодня есть реальная проблема, территориальная проблема между Дагестаном и Чечней. Это многие знают, есть определенные места, пастбища, где еще советских времен, уже постсоветских времен, дагестанцам разрешали пасти скот. И они за это платили определенную оплату. Раз. В Шарое, в отличие от многих, я в Шарое спрашивал у стариков, и они рассказывали, что в свое время в Шаройском районе разрешали сюли пасти скот. За счет чего? Они были сведущи в исламе, сильнее. А Шаройский район, это район не такой простой, а там места, они полуальпийские, такие острые, да, покрытые снегом хребты, там, более даже. И вот я спрашиваю у старейшины, но он мне рассказал, что всегда, спокон веков, сюли разрешали пасти скот. Взамен они давали в любое время свадьба 1-2 баранов, тезя 1-2 баранов. То есть они разрешали им жить там, за счет чего они помогали когда хоронить. Там есть села, где очень мало людей. Когда нужно кого-то похоронить, дахличу по исламу, зудьялинчига. То есть они всегда за счет того, что им разрешали находиться на территории Чеченской республики, нынешней Чеченской республики, да, Шаройской, всегда давали 1, 2, 3, 4 барана. За сезон она доходила до 10, до 20 баранов. В зависимости от количества этих баранов и скотин. Скажи мне, является ли это то, что сюли платили дань? Если ты больной на голову и ярый нацик, ты скажешь, да, это дань, они нам платили дань. Если ты нормально здравомыслящий человек, ты скажешь, нет, мы им давали в аренду землю, за это они нам платили. Вот таким же образом в Чеберлоевском районе им давали, платили, разрешали, и в казино АМ они переходили. Это сейчас им не разрешают. Сейчас это закончилось. Сейчас там чисто чеченский, только Нохчи, Юсткарас и так далее. Почему? Потому что они потихоньку последние 50 лет на этих землях и начали говорить о чем? Что эти земли всегда принадлежали их предкам. А на картах четко указано, где находится, когда находились. Но этот вопрос пока временно. И убийства были на этой почве. Временно по соглашению наши готовы, вы видели, руководство говорили, мы хоть 12 часов ночи готовы с вами этот вопрос решить.
правда на нашей стороне. Эти земли всегда были чеченскими. Жалко, что в 1983 году некий чеченский чиновник из Чечено-Ингушетии отдал часть казино АМ, к сожалению, отдал Дагестану. Даниалов молодец, он сделал все, чтобы оттяпать от Чечни кусок. Без этого бы куска и казино АМ был бы весь, как был всегда, на территории Чечни. Но сегодня мы ничего не можем сделать, потому что это было на законных основаниях. По крайней мере, пока мы ничего не можем. В законных основаниях мы сами, они попросили, потребовали, мы им отдали. Больше сейчас никому ничего не отдается. И сегодня, когда, не то что это, там есть один Абдул-Насер, я думаю, что он сейчас в эфире, вполне возможно, он слушает. По крайней мере, в чате чеченском, телеграм-чате я видел его. Он говорил, что мы якобы с 18 века должны заплатить там чуть ли не миллиарды рублей им дань за то, что мы жили на их землях. Мы обязаны. Он реально верит вот в эту чепуху и ерунду. То есть есть и такие люди. Но если мы будем обращать внимание на каждого такого бивня, извините за выражение, а как ты его иначе назовешь, какую дань? Хорошо. Сегодня 21 век. Сегодня Дагестан весь, вся Россия, все субъекты федерации, не являющиеся титульной нацией, то есть русскими, она называется Россией, правильно? Не СССР, она называется Россия. Сегодня все субъекты, Осетия, Кабарда, Ингушетия, Дагестан, все платят налоги. Все без исключения. Если сегодня кто-нибудь из депутатов встанет на трибуну в Государственной Думе и скажет, все платят, все 160 миллионов в России, кто живет, платит дань русским, насколько это будет верно? Это то же самое из ряда вон, что и говорят некоторые дебилы, имбецилы, необразованные, которые говорят, вы нам платили. Кому платили? Окей, я всегда задаюсь вопросом, там есть один красный горшок, который всегда утверждает, вот под Аргуном, Курчелой у нас был там аварский город. Вопрос, как любой историк, любой человек может сказать, где находился хоть один аварский, кумыкский город на территории Чечни? Покажите. Сделайте раскопки. Докажите нам, что на нашей территории был хоть один город, не принадлежавший чеченцам. Где он находится? Это, смотри, вот этот вопрос я задал, это Кумыку, да? Я сказал, типа, я отделил Кумыков от Шамхальского, Тарковского, да? Но он, наоборот, себя, типа, да? Короче, Шамхалва, Сунцани, Цадо, да? Ассоциировал себя с Шамхалом. Да. Я, наоборот, отделил, так как я знаю реальные официальные карты, да, всех времен, там написано именно отделено, да, Шамхальское отделено, и там в другом месте написано Кумыки, да, отдельно Кумыки, и Шамхальство отдельно границы, временно, да, временная карта. Это было максимум 2-3 года, да, не больше. Смотри, и я сейчас потом сравнил с моим народом, чеченским. Чеченский народ, не было князей, не было королей, там царей, да, сам чеченский народ решал свой вопрос, да, это факт, да, и потом я сравнил с нынешним последние 50 лет, типа чеченский народ всегда восставал, если проблемы бывали, да, и сам решал свои вопросы, но именно, например, кумыкский народ или любой дагестанский народ, у них всегда были какие-то князья, да, но сам народ же... Дело, нам дела нет. Да, видишь, но сам народ ничего не делал. Поэтому до сих пор у кого есть республика в составе России? У Чечни есть, да? У кумыков есть? Нету республики. Почему нету? У аварцев есть? Нету, да? Это уже дает ответ на эти вопросы про дань, про кань, мабай. Какой дань, да? Валлахи, билляхи, вот Аллахи, да, чеченский народ никогда не платил дань никому, да, я это знаю от моего дяди, который историк, да, известный в Чечне, да.
Я могу назвать его имя, да, но я думаю, он против, да. Валлахи, вабилляхи, ваталлахи, да. Если в лицо скажет, чеченский народ платил дань хоть кому-либо, даже Российскому империю не платили дань, мой дядя мне доказал. Который известен во всех зикр, мой дядя известен, да, по всей Чечне. Валлахи известен, валлахи, билляхи, ваталлахи, да. Это просто, смотри, это раздражает, да, Башлам, это просто раздражает. Тоже исторически личности Уч известен, что он участвовал в антифеодальном движении. Какой век, когда это было, какие события? Мади Джамерсон, Уч Хеза, но опять же очень скудная информация. Не буду тебе врать. Сейчас век, чтобы не могу тебе точно сказать, то ли 17-й, то ли 18-й, приблизительно. После последних операций у меня кукуха, как говорится, память чуть-чуть хромает, но это реально исторический персонаж. Он есть в нашей истории. И почему-то, я не знаю, в основном его приписывают к чеченоульцам. Я не знаю почему, насколько это достоверно. Уж Хаваш Хезесун, опять же, не такая личность, как Алдам Гези, само собой, не такая мега-личность. Но это национальный герой регионального масштаба. Такие как Бершейх, грубо говоря, да, чтобы было понятно. Такие же, как Виспосун каждый раз, имам Шамилю Шибакбахен, Гухоевский, Цеислам Сунцин, Нагорял Ансун. Бибулат Таймиев, допустим, Бибулат Таймиев, это личности, они более сильные и более крепкие. Имеется в виду в масштабах, о них писали великие поэты, они занимались более большой, хотя они и региональные, но Бейбулат Таймиев вплоть до Ирана, Персии доходил, то есть в взаимоотношениях искал поддержки там, то есть был такой личностью большой. Мади Джамерс, это вот, они такие региональные наши, небольшие, не в обиду кому-либо будет сказано. У нас как с тейпами. Многие заходят, говорят, сатейпаляц, дейца, сатейпаляц, ала. У нас очень сегодня немало тейпов, и каждый хочет быть каким-то героем, каким-то, ну, я понимаю, что у нас все генералы, все герои, но с точки зрения истории это не так. Ты не можешь каждого записать, имеется в виду, если он ничего не делал. Он может быть воином, он может быть сильным, но если он в данной ситуации где-то себя не показал, не зафиксировал в истории, я не могу его сочинить, я не буду рассказывать про то, что у нас был Гургал, он 3 дня без головы махал саблей, убивал всех врагов, и имам Шамиль через трубу посмотрел, сказал, если бы я знал какой-то народ, такие вещи мы не можем себе позволить и говорить, мы не имеем права, а иначе мы из ряда скатимся каких-то, знаешь, очередных норнийцев. Поэтому нужно проверять. Сейчас у меня литературы нету с собой, и крема. Ну да, Аканой эфир харю. Завтра мне напомни, мы посмотрим хорошо, что есть. Башла, например, когда кумыки или аварцы говорят, да, что чеченцы, Чечня платила дань, они не могут давать подробности, в каком месте случилась битва, потому что дань, если подумать, да, я читал, дань, когда она платится после битвы, всегда. Никакой князь не может прийти тебе и сказать, плати дань, потому что любой народ в мире скажет тебе битва. Давай, давай, они скажут тебе, давай решим войной, да? Смотри, у чеченцев есть именно битва, местоположение Аргунское ущелье, да, где сокрушили, где разрушили Дургихана, где он убежал в итоге в Грузию, да. У нас есть местоположение, они не могут оспорить, они сами, их источников, да, аварских источников. Вот сейчас, смотри, мама, да. В психологии есть такая тема.
когда ты, чтобы ты знал на будущее, я тебе говорю. Дегде. А в истории есть такая тема, когда чем больше ты оправдываешься, психологи считают, что ты реально виноват в этом, и ты пытаешься каким-то образом. Мы с тобой обсудили, и мы их все знают прекрасно. Ты объяснил вот эту позицию, ты объяснил, что была битва. Один раз. Это все ясно. Мы объяснили, что они никогда не были в горной части, они никогда как таковой воевать не умеют. Это говорят все 19 века войны. И как они воевали, где они воевали, какая у них специализация была, все это знают. Поэтому, еще раз повторюсь, речь идет, никогда не шла о всей Чечне, раз. Во-вторых, не забывай, что область Мичик или мичикизовцы, которые они говорят и которые упоминают Лаудаев, это самая небольшая часть Чечни, это не треть даже. Это такой маленький кусочек земли, это вот, чтобы ты был Алхай, это между Гудермесом, вот эта нижняя часть, где ровные поля и до самого Хасавюрта. Это такая часть, где нету лесов, где нету гор в основе своей. Это предгорье. Это местность, где пасли скот. И то, опять же говорю, до тех пор, я не хочу в эфире, не заставляй меня говорить, у Ермолова четко все сказано. Кто с чего разрешения даже передвигался по нашим землям. Зачем ты заставляешь меня это говорить? Поэтому не надо. Я знаю, что Шамхалы... Не стоит оправдываться. Один раз сказал. Четко, я не оправдываюсь, Аллах. Я просто в шоке. Мне нравится что? Что мне нравится у Хасана? Чеченцы платили дань. Ты врешь, Мухаммад. Мы платили дань. И это правда. Мы всегда платили дань попрошайкам. Мы не можем не платить дань тем, кто приходит. ساغن هم يلي وساغن هم لشتل إنت وساغن يلي هم يستخن سارة ويدان يلي بوخ ويساغن ويديش ويديش يلي دير تخنق بوش مايو حاجة دول دنيا ميلدو دول دنيا ميلدو طنمي دو كيمنش دحية جواش دوي Вот и все. Ты просто смейся и говори, абсолютно верно. Мы всегда платили дань попрошайкам. والله دوق تخن دوي بشلان تخن دوي وي مخ داس دوي طنمي كيمنش دو طحية جواش داس Поэтому не стоит этого, как говорится. Я просто удивляюсь. Я не удивляюсь, что мало, что ли? У нас же есть люди, которые... Валлахи, но я думаю, знаешь, смотри, среди комиков, да, в основном все, да, комики поддерживают чеченский народ до сих пор, они не говорят про дань. Среди аварцев тоже, да. Но бывают такие провокаторы, да. Ну, что ты поделаешь? Такие провокаторы, да. Валлахи, я просто удивляюсь. Именно из-за этих провокаторов, возможно, в будущем будет битва. Возможно. Всякое может быть. Суально ваше. Всякое может быть. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Коротко задихар дидерас боши перебивать суахар. Башлам стуч хазахул диктон хешо башлам. ML حتى نجح تيس لو حد نجح تسخز تقشم شمو دوش تجواق أصله أو شورت درس Шейхаттар Дочу вы можете спрашивать, если, еще раз повторюсь, мы не говорим, что это последняя инстанция, по мере возможности, как говорится, я не привык здесь делать в этом телеграме, но хаттар ждала хатмик штушен шедег. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Башлам удештуш. Да ладно, сам деш, Алхамдулилlah. Я из старой гвардии, Амаки Вонсу. И на острове Элчин Барас, вот это Сири Вавин, как его Аргунское ущелье. Как его, этого Хуана, надо как хана звали? Как-то, или хан. Хан, вари.
Да. Ну, кем бы он ни был, как это, имдилит, хан вош, мацаху, ойля вош, устаз, мавухан, галамах, муван, распространять это вош. Да нет, он же сказал, это версия, он говорил Ну, я аварская версия. понял. Если, ну, эта версия, она никудышная, знаешь, это вообще как версия хилчита, основание шелцаезы, версия хилчита. А тут бред какой-то несут здесь. Приехал, насильно делает легче. Целую хан валуш, вави. А вот здесь, ну, худух, вайдан дели, цедели, когда Союз распался в конце 80-х, 90-х годов, вплоть до Махачкалы, есть Черцига, как Москва, сам Подмосковье, каждая палатка под кем-то была, если кому-то платили. А в Айцах Грозном, ты ой, та палатка, а ты киладания, а вот такой дан тебе покажет, что хочу гайра, Рамзанин, байрах, но гайтамову. Да, конечно. Ох, что, молодежь хаздается. Конечно, мы 90-е годы и Москву, и Подмосковье, всю Россию прошли. Да, Хамгулдор, ну, дадин меткшем, дадин меткшем, хадин меткшается. Хагулден меткшем, Конечно, если. Так что вот этот бред, который они несут, это Вавин, авторитет тут пришел, им делит венхам, ладно. По башке настучали, видите ли, Wallah, Беладиц Хадон, целое искусство холоца, целая наука, и он керчу хара. Ты представляешь себе, на какую плоскость они перевели вот эту им делит бяхкан хала. Да он его так иди хасия и луху венсака чан хочет. Ну, им все, алешин, галвелшин. Вот видишь, я к чему говорю, несмотря ни на что хорошо и чем мы можем апеллировать. Мы можем апеллировать всегда тем, что благо наши старики, наши старейшины не делают таких вещей, которые завтра бы нас заставляли бы краснеть. Имеется в виду, нету такого, что кто-то из них позвал Артема, Федю, Петю и сказал, вот наши территории были до Дербента, а другие территории были до военной грузинской дороги. Вот тебе карта, я нарисую, бумага все терпит. А вы самодостаточны, вы. Про нас люди говорят, про нас соседи говорят, достойные нахуй, они говорят, про нас классики писали, про нас историки писали, полководцы. Томба, Хачубяркин, генерал Шпейдж нас восхваляли, отцу. Понимаешь, как это, том тебе историю хотят, и землю хотят. Так не бывает, знаешь. Да вот то мои за стержень, хайхо, мой блатному целу. Но хайход наладить, это он бы мобиза, понимаешь? От того, что ты гар-гар-гар, екарах, вот, знаешь. И курточки не мелочь, армянские курточки не мелочь, ектер. За стол вахаешь, дождь солохцу, вот он чугун тохал, соборде на совесть халит алла царь. Царь дождь мацело, из духу задерга. Ну, еще одна у меня такая мастерия ходу, что на циях целяться, в Инстаграме, видите, есть молодежь, гиса обращение. Мне далеко за 40, что молодежь галяется. Валлахи, кенте, левча, арин, никогда в жизни тот же медушин. Пройти ее, подсадёл, тот разборчиво, мечдёл, то ногче дубов, ногче бэр каэти. Дадёл, что. Вот это, цухэн, дюн, дадёл, что. Ну, примерно вот с Инстаграм, вот эти спортсмены всякие есть, там до такой степени хубо, алашца, он один толпой, и это цундели не проигрывают. Что за шельф, и худой, и холшник, молил, и штхаца. Моя какая-то, и штяхает, и
спортсмен, вала поэт, вала артист, вала можно работать какой-нибудь, что называется, милого там был, вала хакунов сан хачаквал, видишь, ну, спортсмен, вала певец, вала концерт, певец хулухунах, понимаешь? Я говорю, да худу, так делал, ну вы поняли меня, про что я имею в виду, да? И ты хасум шмодацию, что а вот ты яхкать, ты ишь яхкать, вот то да, лабархши, кантик даулу не аргу, бяглой, хотя яхкать. Ишь яхкать, вот а что ты, нохчи дынул душ. Хек алдош, лилахуш, өз кантуй, валлахи билла, я давно арин саишу, что мах батма бат, валлахи бат, а что ты знаешь, что есть? И что он дальше, молодежь, сажим наставление лошорса. Ну все, Башлан, да основала, Алёш или сейчас. Ну, Баглич, я в последнее время, честно сказать, много приходили сообщения, приходили в директ. К сожалению, у меня из-за каких-то своих технических сбоев не могу сделать пока, не могу, по крайней мере, не могу завтра. А с Ибрямиком обещать Денир, Ибрямик, Алира с YouTube, чуа, эфире идущему. В воскресенье мы хотели прошлое сделать, но, к сожалению, не получилось. Сегодня, поскольку постольку договорились, что на завтра и на сегодня хотя бы это телефон. И материал шоушка. Завтра мы немножко покажем нового, я надеюсь, новое, а так максимально. Ну, ничего, там уцелели, чмотелу. Такова твоя сущность, значит, делушник все делаю, да, у меня другое направление есть. Ну, как-то по рукам мы можем. За то, что по рукам мы можем тебя поддуть, если где что надо, есть просто поддуть. А так, это и на это и время надо, это надо и аму, и маиза здесь, понимаешь, на атаку, и столько атак у нас бывает ложно, две контратаки надо тебе отбиваться от всех этих. По крайней мере, вчера... И матлаться двум, цаязю асерцаум. А мел дик özязичи, царь матязю давал, просто дураки, говорят, умные на чужих ошибках. Уалка асерцаум. Я честно, да, вначале они очень сильно, когда матерились, я думал ответить, но я думал опустить. Теперь я поступаю очень умно и разумно. Во-первых, я экономлю миллиарды и миллиарды своих нервных клеток. Я просто-напросто беру и удаляю просто комментарий, где есть хоть малейший мат. Почему? Потому что это намного проще. Во-вторых, что делаешь, бяхмобилаш? Башлан, еще одно я перебить вас, пока ты там читаешь. И вот этот пост, помнишь, западный сосед один, и до Эльчхена, лет 5-6 назад, Эйлерцу, на мосту, где Кутузовский, на Новоарбате, пост Двиглячки, Цигат Иван, там, Сталин сказал, говорит, Наполеон, один ингуш... Да, я помню, да. Один... 25 стол, Коли, Валерий Буш, эти ребята, вот гаишники там, Сумбоиш Буш, давно я там рядом живу, на Кутузовске, каждый раз останавливаюсь, праздник, потому что ты его, Вистахол, я остановился, ты Охан, Цигбеш, Вистахол, Николай, они давно, Жабраил, Омаров, да, они у него, Омарсом, что сгревать мы говорили, с тех пор мы их знаем, 90-х годов, один капитан, и Хвокотов, второй майор, там, и был у нас, ввел шоу здесь. И там же я еще голосовой написал, я говорю, и что же, что ты сказал, шушун, что дыхал, шушун. А ты уволалышься, я говорю, что куда шушун, в посте, там ответить, там, садишься, сашин ногчик, что телефон, ты видишь, а дуил, я говорю, что куда, а уволалышься, и герой говорит, так у меня пропалось. Этих героев
Ну, дуал дальше, мацухари. Дуал если дальше, бы- истухидуй мацухари. Мы-то за чистую монету все это воспринимали. Мы-то чистые. Тетсвел, мадарис, мухидори, я вашу, здесь. Чтобы мы по чьей-то тенью ходили, если они... Гушмаду, ху болтать там, ху адьютер, ну что дейш лелиник били, лудуй аса цара, вы масара, вы дейш лелиник били, лудуй цара, вы. Вот, все, далеко ходить не надо. Все. Вот так сказанул. Ну, как говорится, если бы за каждые бы пустые слова и понты платили бы, наверное, кто-то был бы миллиардером. Ну да ладно. Пошла, ладно, с жизни первый раз эфиревел, помял дитикас, уладить. Официально. Видишь, как хорошо. Было бы Все бывает. Я думал, следующая ступень карьеры у меня пенсия, а тут, оказывается, еще репортером скоро стану. Самое главное, самое важное. Вот старшее поколение, к сожалению, мы всегда пытаемся притянуть более молодых, более таких активных. Но, к сожалению, очень плохо это. Но не мы, а эта война воспитала целую плеяду космополитов, целую плеяду материалистов, где размыты границы патриотизма и ценностей от наших традиций, они очень сильно. Я вот смотрю, вот что именно я вот смотрю на эти старые видео 90-х годов. Эти люди в шапках, в шарфах, которые выходили, 10 человек на один автомат становились. Wallah, по 21, по 22 года нам было. Я просто-напросто настолько поражаюсь, настолько щекам. И самое главное, никто ведь не заставлял, никто не уговаривал, не звонил, не смсил, не чатил. Просто митчана любой доуду хокат элеч харду толпами. Я вот эти видео сейчас смотрю и думаю. Конечно, так и было. А сегодня раз по болчадина, да чуёли ушиза, асам нормально чахмоца. Да. Эзерношка, цубула. وحصل دواج حنامر لوا واسعون مرسيدس يوسري وحون هر يوسري лички чуя директ чуя садючум дать. Стоит тебе что-то говорить полезное о своем народе, будь то родина, так его отдала любую тематику, которая территориальную, историческую, этнографическую, насильно, и вот затянешь ты человек, и все из них вот процентно вот сейчас в Телеграме сон Ибраим подключить и на ЦА YouTube. Но я хочу сказать, в Телеграме 28 стадий. Если бы суахина день нандеч айдан люш любой айдан люш совалхари бعنشка эзаншка буабу. микрофон تعيش لقاطة هتشوف حضور بون. والله соцсети просто-напросто асбо худой. Это просто невообразимо. Эта война настолько сильна. Просто. Не знаю про войну, да, она всегда была, да, у нас, это понятно, да, всегда мы всегда сражались, это типа наш ДНК, да. Но сегодня, да, во главе смех, да, восстановили очень много горных сел, да, Никар. Чахар Дудаев этого не делал, да, другие не делали. Но именно сегодня восстановили очень много горных сел, сделали больше городов, например. Ты мне это рассказывал, что ли? Я прекрасно это все знаю. Да. Видишь, с 1 января Ойсхар уже город, да? Это плюс чеченскому народу. Да. Лобста куала отсюда. И мудрексу, халояца по-братски. Еллапрек, вистхала? مدرك ما بقى سو شو دعوي ويشسك كل حدث لدو انترسنا مدري اه سوري بوضو قاية
هو قصة قوي إيش تخوق إبراهيموفيتش أنا قيده نيدك خزي واش وخصك سواس العوائل وشوي Вац, вообще модераторство, бахцу. Ибраим, а мы чауса, Я вообще-то спрашивал про YouTube. Сурат елешок, чуа, гоши бюджемиш боялась. Все, биржой, башлам, сюда аэроута, молодой чергалуда. Армавал, эфире, хокка, чуахи. Не, да, пускай это самое, просто наставление, что... Он вышел сейчас. Вышел? Он вроде говорил в Ютубе мы, да? Сейчас трансляция идет в Ютубе. Да, я увидел, там в Ютубе, да, стрим идет. Все, это. Вы смотрите, что я... Мы не упоминаем какие-то действия современной новейшей истории. Я прошу вас не делать анализ тому, что мы и так официально публикуем, мы переименовывание, все известные факты. Мы не должны использовать. Мы должны использовать факты те, которые людям интересны и которые злободневны. Когда я говорю, что определенная часть молодых людей или там то, что не нужно чрезмерно притягивать, вот у нас есть вот тема, вот мы всегда воюем, не надо это говорить. Мы не всегда воюем и периодически воюем. Раз. Во-вторых, не всегда мы правы, если на то пошло. Почему? Потому что есть некоторые моменты, где мы должны были бы стать одним монолитом, а мы делимся на несколько частей. Сегодня мы проделываем, в Инстаграм, в Ютубе, мы проделаем свою работу в историческом поприще только из-за одного. Чтобы у нас не было теркистирнах, ломарнах, охарнах, чуехарнах, гумсирнах, это символ единства, валлахи. Смотрю, ты символ единства. Мы должны четко понимать одно. Для нас, ауховцы, панкися, беш, мы единая одна нация. И у нас есть проблема. Наша проблема в том, что мы не должны с друг другом воевать. Это никогда... У нас, вы знаете, что на протяжении всей нашей истории, с тех пор, как мы соприкоснулись с нашими, так сказать, и завоевателями, и тот, кто продвигал свою геополитику на Кавказе, всегда побеждали только одним нас. Ни в войне, ни в силе, ни в хитрость, нет. Всегда побеждали нас тем, что стравливали нас друг на друга. Западную Чечню, Малую Чечню, Большую Чечню. Вот как сегодня некоторые, подменяя понятия, говорят, что наши Варандуай, Эрснуай, Гунуай, да любые другие тейпы, что якобы они им буй, хоштерский казах, хошбуй. Еще раз вам повторюсь, это наша с вами вина. Потому что мы позволяем, мы думаем, раз наш тейп не назвали, что мы чистые, но нет. Уаллахи, биллахи, таллахи. Придет день, завтра, послезавтра дойдут до вашего тейпа и назовут вас полукровкой или монголом, или узбеком. Не в обиду этим национальностям. Не в обиду. И эти все национальности достойны. Но у нас есть своя внутренняя тема. Те, кто любит. У нас же обычно есть некоторые люди, которые нас упрекают, что мы сюли, а сами едут к ним делегациями и говорят, мы назвали в честь имама Шамиля 4 улицы, мы вас любим. А нас упрекают, якобы мы связаны. Зачем нас упрекать? Вы должны тогда вообще нас любить.
Если по вашей логике вы нас обвиняете, что мы связаны с Юлиш и Думабаеш, а потом идете к нему и целуете, говорите, у нас 4 улицы в честь имама Шамиля. Где логика? Вот хорошо, объясните мне, дурному человеку, за что вы упрекаете нас, грубо говоря, если вы сами завтра идете к ним и говорите обратно. Это пример. Разжигание внутреннего сепаратизма – это одно из заложенных механизмов для разрушения и подавления всего Нохчи народа. Это сделано не просто так, это долгосрочный проект на будущее, чтобы сказать, хош Нохчи Бушун, хош и Нохчи Бушун, чтобы стравить друг друга, потому что Нохчи и Сихду, хоко само доудельча эду укому урсту доко виру воко савакру цаши качерхри, октай паню качерхри, эстай паню качерхри, окюртаню качерхри, и вот так Чечня будет делиться на позиции, оппозиции, Горный, Гудермесский, Шалинский, Урсмата. Вот это все делают только те люди, которые не хотят видеть среди нашего народа единства. Когда будет единство, многие механизмы наладятся. Мы будем думать как государство. Образованный, единый, массивный народ. И никогда не скажут, Садой отдельно тейпду, Иру отдельно тейпду, Чеберло отдельно. А они это делают. Они это делают по сегодняшний день. Они, я их называю нарницы, чтобы не обидеть по исламу, по братскому, не обидеть никого, чтобы они утверждают, как в один голос. Я за эти 6 лет, все, кто со мной прошел, они знают это все. Валлахи, они не поменялись ни на 1 миллиметр. И они до сих пор говорят и утверждают только одно. Шуча мабахи чеберлой отдельно, бу шуйтарыш отдельно, бу шару отдельно, бу итон калар отдельно бу. И эти вещи, они закладываются на долгий ящик. Это мина замедленного действия. Чтобы, если не вы сегодня, завтра ваши дети это выстрелят где-нибудь. И получится, что у нас шатойцы отдельно, и тумкалинцы отдельно, нажиртовцы отдельно, питандуи. Вой ци андайт, вой гоушие тетлатит, вой бырцахалит, вой гоушие дихар. Açkoy martanir zud gümsir çün tsayagit gümsir zuda açkoy martanir tsayali ye masla psidakhir zud auxi tsayagit auxir zud psidakhi mari tsayag duel kyop düşün iza ya pankisiela ya auxila ililwash dol humsha hoqoma qamtsakhlit hoqmahkh muaqtsakhlit Трагандаться кан эйч через 50 лет войн я керс жалеш тефес дала я жукти жалеш тефес дала я гюржи жалеш тефес дала милхак ома бедаци но войн тетес вой халак дейтешунду вой дойтарду из хун дойтарду войн юка барт хуш сахалш вой гоши айташ яшхалш вой из мацер адулш ха хацхани юртар хук юрту уди хацу юрта تسويش أعمشان سي خاكر يا مكيخت قصر حلارم سخيج يتقوي أنو حوش دا ات يورتا جوا هيت حوش اللي يلوساج ات دوين دا قلدوش دوها رومشادك ات سير دوين دا خلو يوش خينا أخشن شوتي عاشي تسيولي همش حيوشي شيك بدريات يوكي خلو واشي هو بوارشلو حاوسيش قيم دا تسعين دعداك دا هينز دعداك دا واش شيء خلق هو شلون جينوم دات وين نفس شو عدوي زابريان داز زابريان تيجي الشيطان صادق يا بلا خلوش شيء مواليد مديتيد سولي هندو تيرا سولي بوكو وين تانديستان بو تير رزن قنشتو تير لوزرجع شيء شو بيبو خلو بو سرغوشي ويخليش ما ياتسي ويحاش حلوقش يو أن أولي حق وليشيوش
ايوان هونش ايهم شيء تاع متزهم شيء غدو حلوش سن ايهم شيء ما تسلي لنا ايهم ديش راز لوزرجا اس يورتك شناخ يتير بيحكم بلاش انا خيتشو قرير يويرو اخي هم مدات يتغن باشلام حاجة تخيج على لوزر يخلش خندوي تخيج على لوزر دولش سون دغدوي يعياه سن غد يقير لوش برمان يهمش ونخاس بوضي يهمش ليلي ندوي نخشي واحد بوغر مداتي نخشي مو حسب بالله محمد بس سمع مدون وي حزلا محمد إذا أحا بوصل هم نووي ديني دوي никогда نووي ديني سون خا نيس دوت إدينا سون دق دو تعوز إخيلهم دوي حزلا تعال دوي запомни раз и навсегда есть حزل тагана сегодня мы отказались от этого потому что это бидат правильно понятным языком чтобы сказать таган это запрещено это категорически запрещено сегодня как и кражу невест. Почему? Объясню тебе. Если бы это было дозволено или это бы делали наши предки, ты знаешь, хайт баунс на будущее, ты же говоришь, что ты историю знаешь или там кто-то знает. Смотри, я тебе хочу сказать одну вещь. Можешь спросить у кого угодно. У кого угодно. У чеченцев есть очень хорошая привычка. Когда ты делаешь, несмотря на то, что ты чистокровный ногчи, но ты делаешь что-то неподобающее нашему адату и менталитету, масла насвайте щечку шхуали, оқчун халга сигарк уж хауали, еб өздос камиадеш язучун ёкчун яжинчун халга хауали, я оқчун халга анек сабитин, е сутерлелхо, je geit echt nagel wel soeterliers je moet beetje hoe older we bakkets naar de huliedo ханохчи вы Бога и худраем. Это не ставит под сомнение то, что это не говорится о том, что он не является чеченцем или не он будет из чистокровных ногчей, но чистокровный ногчий не может по своей крови, по своим адатам себе позволить такое. Цундера ас дючхена, ты пропустил опять же. Ас ногчи валах идир дацер. Почему? Не потому, что и халвошвек идина ал ногчи нет. Он не знает его потому что 20 лет шла война. 20 лет этой неразберихи люди думали не о том, кто как танцует, а как бы выжить. Как бы выжить, чтобы народ выжил. Каждая мать думала, как своего сына, дочку уберечь. Каждый отец думал при зачистках домой гаруш, домой гар. Это так? Это так. И многие люди упустили моменты вот этого воспитания. И упустили многие моменты. Почему? Потому что когда ты сидишь где-то в подвале, и тебя сверху бомбят, тебе не до того, чтобы сказать, да, чувак, халгатла, вокчан халга имаалла, я юкчхена бошнах отдельно, я инболацию. Башлам, это не были все нохчо, это не были все нохчо, это были именно богатые из нохчо, они все равно знали, что они не правы, во-первых. Но они это делали во время халхар, во время халхар они типа поднимали ногу. В жизни ни один. Но это неправильно. Ни богатый, ни бедный такого не делал. Никогда. Это нововведение. Да, это нововведение, но они это делали при мне, я же помню это. Они это и дать со своих богствей. Я тебе говорю о факте нововведения. Да, но это не важно. Хажла. На эту тему мы закроем. Да, давай закроем эту тему. Валлахи, меня интересует, знаешь что? Меня интересует, смотри, например... Заур, бича. Магарда. Виш халайтеш. Заур. Сунгуш ватшона. Заур, виства.
مثلا доступ майла вискали еще шушун шавик. Собордел, гушу, собордел, азаур. Юقوайтон. Все, бях мобилаш, сун шавик, лоқахар. Доступ مثلا открыть муютиеш, вискалит. Вроде бы шавиш разрешить говорить, а лама хватинир. Заур вискала, разрешить говорить. Если там кюк хал эбн хлас, юг сун сагуши хла. Başlayalım. Xezirsiz. Хез. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Что он, это тот Заур. Заур, ой, да. Не, я слежу за эфирами, просто у меня по работе там больше Да. ночная активность. Ты жестко кинул своего брата. Слушай, я тебе донаты каждый раз отправляю, когда натыкаюсь на эфир. Тут просто... При чем тут донаты? Я тебе говорю. Слушай, вот видишь басы, а донаты. Ой, соолшук, номер, номер, сюга, Орден, квартовый, соолшук, номер. Башла, я что хотел сказать по поводу, ошибки те хардицнак, я каждой теме хотел где-то что-то сказать. Но вот это последняя тема по поводу вот эти лоузершки, адеги, ари, ожи, нововведения. Я не знаю, кому здесь сколько лет, мне скоро полтинник уже. Я помню, я немножко себя динозавром чувствую, знаешь. Полтинник мелду вообще. 50. ما قد والله. Инсо жимолш, садахар я мунис левакан, жим бердолш, дуинтга, деве, жорш, нейнве, жорш, пусов, дуахарвар, деахур, неахур, первенец олицуна, масера, керкарерлош, жимолш, лелош, там юртвюк, шук, юртвюк, шилдялен, цик, куячана, жим бердолш, дуинда, вот бактакета, халкия, плюс ко всему еще к моему биологическому возрасту, мой такой ментальный возраст, наверное, еще выше. Я полностью с тобой согласен. Вот клянусь тебе, до Майр Элмегердухов, где-то до 2000-х годов, Суайловол, что он уайта, что Гергер, Ульер, Чнаган, Юкя, шуточные, что Забры, лоузерши, халхарши, что хуйло, что вижери, шитвай, закрытый бая. Да, шен юка, табек, шбеш, лел, мадой, юрта, бу, шитвай, мях, чвай, лоухтар, оушаптек. Бог, лоузер, га, зуделен, чвай, синкир, мях, ана. Ни один раз, су исандо, хун гинмада, сан дуахар гинчхина, Задела бинена оле. Иса иш, шич, мягч, саволтер, ахор, ахор. Юахили аре. От багбуйта, она пост, такой актор морас. Вот мое внутреннее состояние до сих пор вот такое. И концерт, юка, витон, и мира бяч. Ойле стикат, тоганкел мира бяч. И концерт, лалталуалш. Тяхтуэл, дейлда, тунахах, чамма бэрса, хаал. Это было, сравнительно недавно, можно сказать, да, хаос уже молчи, там, до военного периода, так скажем, да, хаос зудален, и просто лоузер дела, просто синкером дела, имел ихдер, имел долг шундатер, это такая низость была, Халуол, чувак, ой, хазуайлер бола, просто намек какой-то вот. Это был его статус, еще дуянал гоч, ишти хилдатари, цухуман, бег, ши, кошур, халуайлери, карфш, хечи, квачи. Заур, хинце, иш долстон دوي سمقتيا ايش تحاول شنطانا دوي да خلق دو Заур. Сам я хотел дополнить Ахайнц Эрчир. Смотри, Заур.
Единственное, еще что я хотел бы добавить к нашему разговору, раз у нас немножко культурных, исторических баталий пошла. Да. Никогда в жизни за свою историю, кроме тех людей, которые официально назывались актеры, кроме официальных чтобы берштег зучуна халгушхилар, юакстег тег калсег, берштега халгушхилар. Кроме актеров, мимика, пантомимика, когда бежишь, остальное, то, что там в театре, это я понял. Новые ни в языческих, ни в культурных традициях я этого никогда не видел. Никогда такого не было. Это было позор, чтобы мужчина танцевал как женщина, имеется в виду кюкшала эбин баш у нас, даже забрян. Я имею в виду официально. Не цахши, чуазабари, изри, везри, кеги, берч. И да, твой дючтик. Закрытая эта ячейка, шицах, ой, хаз, дэр, магин, дол, уман, цани. Я ничего не говорю. Шицах, вайгуй, да, олен. Но, прилюдно, открыто, сегодня, то, что мы говорим, на камеру, боршнах, юаря, халбюш, хильч, يوعري توماس يالن كده شونا حجلة قيهم داشون اتساتس ديحة ملخ بالحة تير لوزرش البيت مدينة قردوشون تير دو إمودي عجوه دوت إير بيريادي واتس دياش وارستيجا خلبوش ويخيل داتس إيهون والله سون تسرخة والله لا إتسانس أصبح تغنى سون تعرولك شوعجينا يازينا تشينس ألدو تتيح يازين سون بوبات ألسخا كوي بوتشنا بولو سيولي بولو نوخشي كوي يوع بوكودو يوع ياتي زمو بيش دور زود يوئيز يوع إفلاما استير حياقا مجيوش سن بورشتاقي خلغر داش يوع أيو وحتى عن خليوش بورشتاقوش خلوش سالشوداق از مدولش هر نوخشي قام سيتsa دوش هر عادش بيختsa ديش شين سموق داق شو دلع شين بين أشيسيق إيران بلع هر داق از ميالك هر تليفون دي حقيتي دعيا زي الدنيا ميالدو نوخشي بوش شو ما قيسيش يحداكس ديل دا دوق تيهم دال جرجع حق اوش خزداتا يعسق يلاح يبيش توش سحنان يلاح بيت إذا حياق يداج بامبلت بيتاحسن حق قالتول يو يحق هودياش أكتور وعساقوا وغوانا إدقدنا حق دنيا حق إنترنت شنوم تقاد عيوش ياتر عيوش ما ياتر دعشو كواسنا نوخشي قوم سيدوش نوخشي قومن سيدوش نوخشي دوش إهم ويتقال يلين داتر إميشر حدقنا إميشر دلا لايشون مالخ بالي حاتي لوزرش عليه يوتيوب شو يازيش قردوشون ويخل داتي مليضي ونوخشي مدي ويسي مدي دلا إدوش بامبون خلغي تا موخ دلا أس دوشتك официально до лозерш дачу нас دوشтек Ас YouTube чукусь ас вообще бахер ворушку. Ты правильно говоришь, но еще чуах гергер на шичуа махчуа قبل غوشة كات شيء чуах شيء تلوزر إدلا самокан тауман гулде и камеры то снимать я шхилча уже шучуах да дин дунья дуис так будьте добры вести себя подобающе حياتان سون حياتان تاقوس جروب تشوقوس دا يود سان تقل يود يوتيوب تاقوس كريد صوت اقرش نوقش بوشون ها تا كيارتا يولق دو تشولريز يا تعش سمو دال شو اوشن شيء خينر قمي يلش دو قديك دوت دو داعش هو متخا يا جرجر بو يا ملش بو يا يورتا دو يا ميچا دو لا كلر تاع دين قوم الولد أقل
И шесть вандела, снимать мои сейчас, снимать, еще так снимать мои сейчас все равно даст юдес, понимаешь? Так уже, ой, хаздолес, так уже, что чуада, дынен чуаду, масана, дагу что. Тунаган, как Москва буконыш, да, воловел. Ведь только ночь там ресторан, что Инстаграм, что агаген, сходка, гуняден, ресторане там, лоузер туда-сюда, даван. Нан малой, та огнемет, я хочу там уж баг бен, инах байт собой, дел да, кемах бол, умш моя церковь. Чаберш, ночью бубокшем, будешь, я не знаю, отстай по нахсон, вайтахсон, никогда в жизни генбатишь. Сразу вах боуша, шавек каркмол, шу, дия, зудри, буховка, кигир, хорбу, вовка, жими, дат, зуди, юах, дат, дайол, хал, сайол, хал, шавек, леопардовый куч, маш, тигриный куч, маш, ёлк, дат, таун, дат, дютек, вил, валер, воуша, ой, Иш не нохчал ограничиваться, да, смотрю, царь думаю, нохчала на территории нохчичего, думаю, акция. Арма лена русификация хулцер. Прошукят, прошукят. Тут велер та шмелля, что тут тораны же демери дает, вот чурте это. Тут ты гуанул, что это. Та думает, да вон, вот это. Тест отвел. Дела. السلام عليكم. امقلك على تويتش كيك ايدم لا تود عوي امناس ونشي. وعليكم السلام. امقلك لك ويكم كيك ايدم. بس وانا شابش принять победир. Ха-ха, вала чуркин. ها هم الله شو اسب بشنام الله رئيس هولن ولا بشنام عبيش بك بول بون الله ده ولا عنوش قومن. بس واي مصو شدات حارس هو واتر بودك بخريز. السلام عليكم وسلام. وعليكم السلام. طبعا تعرى الساتي سنلتيم ايوه شو يتشك جو خزاخيتي سون كل اخشنش قيداش بولشنا غي ويستوانسا جمالداني يخوف بيرسامن شو والله أسئلة ديسنا صدق داش تعمل دوس мысль дал дошун. Смотрите, талешдина шавик хачвец энохчу. талешдина ха вая хач тейкту عادته خلقته تغن شيء собственный يوع يشي يشي نال يشي زود خلقي وشخينا شن كيسين أخش نشتي وشخينا شو ساعة أساسات خلا خلي والله خلق خيه كان حا أخش شو خزوت شو تغن أسينز بورش نافيك بخ что и гуму лукштейк, любой американский кино чудовищ, разница в танце, но действие одно и то же. Что лерт адуй, ой, мичкач, что. Из-за yok нововведения. Ой, из хилума дати. Вот кто-нибудь помнит до войны, допустим, период Сухена, Иоанн Халуёвич, Ахчполдеш, Ахч, Юкушем, это понятно, но Буин Ахчдулш. Нет, вообще, хажа, и нухчи хылгари целый, там целый, блин, если я не ошибаюсь, там целая дахвятина, целая комиссия, руки, даже у танцоров, и хылгурча, и кюч, де хундхульшхыла, не потому что они там какие-то вытворяли, а чтобы рукой голой не дотронуться. Даже случайно даже, чтобы исключить. Мы знаем, что происходит на дискотеках. Есть определенный круг женщин, которым деньги суют для танца. И сегодня под другой манер и вид вы разрешаете делать то же самое. Вы зудбершана, вы на ночь изрешен, миг ждать и длилин дати, вы да, ахч квас вала.
حلق واسا بيرشن واسا دعوة تعدي نو معيتان يخيو عيكوش معيتان مليو بيهم وخيل مداتي وهم تيشتو إز хорошо их أسقيمة دات بشلام خيل مدات خلينا واشه تمنى وكل شيء не знаю кто меня выключил но благодаря Киллермен да не знаю кто но благодаря Киллермен меня включили заново عرض давай оставим эту тему это вообще меньше 1%. Я отвечаю человеку на вопрос. Магерда. Анте, вот эти вопросы, которые, они на уровне руководства, Министерства культуры, они решены. И сегодня тот, кто это делает или позволяет, это мелкие местечковые люди, которые думают, что за красивый танец ее дочки это делают. Это неправильное мышление. Это неправильно. Хал и синкирам хунд бяшхул. Ой хазло куал дяш мацахулари. Залут эдохайч. Цант эво залут дохайч. Во этьё анхини стигур во шаик. Ше процедуш махлац хума. Адач куйдош. Хазгылык шукуйдош. Не было такого хинц долгум цахула. Иши ваши халдол, что хаусиш сер özdхылык. Хаусиш мялхаз. Это было реально, это были культурные ценности, это возвышало наш народ и культурные ценности нашего народа на самый высший уровень. А вот эти сюли, халгар, вот эти деньги, вот эти вещи, ладно, если переняли, то отказаться, и молил, и отказаться, да еще. Есть прямая параллель, которую сегодня ты можешь сказать, она سيش سنانا نوخش لوزر يعني يا بصلا باس هين سوش وزود ياروش سيوع خليل إز يشيش خليل إز أسا سموك دار هوش خلغبولش كيجينا بوزا بوزيج ويز تشك دالت ياس مدي أس يتس سيوع يتس سيش يتس سنان يتس يحقاش للحون هو أمجيش دو ألديش مداتسي لوزر Если устек 20 алидеш, мы даться си лозер. Хостек вола, хонах вола, хай эс лозер, дол дож дала. И лозер где даться хокнохчи из дыррем полбиды. Из здесь нет дой. You Jimmy my life, that last day, шмуште изваш, кепка, сех, чуш, але цу дяшно хылгаш, ца уши стечки цане хылгаш, и тапч гейт хач. Вожу туак чуяли, вожу дук дахаш. وشارت نقشي دوخة دلعم الحمد لله ها ديكتو نقشي تاع غير در أو دريس نقيد عدولهم سوانتل ويدخل مصر وين نقشي قوما ويكيجي همش إيش حقهم دياش ويشادرش لر دياش تخلع يجيم شادرش إيه دياش دوشة فنو حق والبرزخل تانا خلق والر ويمجيش دلع إيش شيء يقوش تانا أخش يعرشن كردالان ديتا تعالوزر جنسون حق يوتي كويرتر دي سون عيط رستري سيني موزجا ياشر كوت سون ساعة نوقتي باتر يشتري بلا بأس но все равно то штат وشه سون ديرا إساندول до хума باشلام إذا وينا يكيرا потихоньку жим-жима простой нахер юкир бахас на высшем уровне это уже закрыли тему мадьяна но простой хором ще юрта Холмуще, Тайпанюка, Массара, эту тему надо закрыть раз и навсегда, чтобы этого не было. Да. Кстати, что касается истории, что касается... Абсолютно. بشلام حاجة وشا وي ناخن وقعدو وي حيخ واش تحتي حلضي ودويش تما تحتي ينسوا لوزرش دي تردي وي لوزرش أحش نخرش حنقودني تقودني خلق حنس مليالي ويدويش مدحت دوي انزل وصل حل مدوي دوي ويدويش مدحت ويوتشر استوري وشا حو استوري كو احسن خ دوي حو والله اس حلور حلور والله لدواء بشلام لدواء والله اس حلور شو محمد شلون انزل يدق ويز دوي والله ويز اللوزرش مدي я хочу тебе нет подожди а даты
культурные ценности – это неотделимая часть нашей истории. Возвращаясь к истории, я как раз таки хотел сказать. Во-первых, я прошу тебя, здесь аудитория – это не наш с тобой разговор тет-а-тет. Люди зашли, задали вопрос, я отвечаю на этот вопрос. Мы не обсуждаем и не называем имена, где это было, когда это было и кто это делал. Мы предупреждаем и остерегаем свой народ, чтобы и в дальнейшем этого не было. Если обчуало 31 год и кан самогите, шие гергерчнахан, С-31, К-31, К-31 и дадергу. Это раз. Во-вторых, что касается традиций, вообще считается, знаете, всегда на протяжении 17, 18, 19 веков очень сильно упрекают чеченский народ и героизируют чеченский народ в том, что мы воровали всегда. Хочу вернуться к этой исторической. И об этом много писали многие. Вот они нападают на соседние народы, угоняют скот, лошадей. И это прописано в истории. Особенно сильно это пишут терские казаки. Все, что они касаются, они всегда любят эту тему затрагивать. И в том числе касается и кражи невест. То есть это считается одной из частей, что его... Вы знаете, когда я говорил, если я не ошибаюсь, или я читал, или я говорил с одним из... Нет, я прочел это в одной из исторических наших книг. Там говорилось, что вот эта черта резкого нападения и кражи чеченцы переняли от воинов Тамерлана во времена татаро-монгольского нашествия. То есть это была их тактика. Быстро нападать на лошадях, то, что украдут, брать и уходить. Кстати, воровать невесту, заворачивая в ковер, это тоже один из адатов тюркских племен, монгольских племен. То есть это у них воровали женщин, заворачивали в ковер или там в какое-то одеяло и брали. Кстати, это не наша традиция, чтобы вы знали. И некоторые вещи, к сожалению, потому что мы живем на перепутье непосредственно этого шелкового пути, и здесь проживали и Ногайская Орда, и Золотая Орда, и Тахтамыш, и Тамерлан, все они были. И эти вещи некоторые перенимаются, хорошие ли они, плохие. Но я опять же говорю вам, что касается на протяжении тысячелетий, у нас не было этого адата. И неправда, тот, кто вам рассказывает эти сказки, едаю, этого не было. Да, там есть какие-то определенные и плюсовые моменты, но с точки зрения нашего адата не имеешь ты права, и тебя имеет право убить. Сразу же убить, если ты такое сделал или прикоснулся к чужой, любой женщине. То есть если он и магинайла, никак даже в язычестве во времена Джахилии не имел права. Это было одно из самых сакральных вещей. Трогать нельзя ни в коем случае. Отрубали руки. Вы, может быть, не слышали, но МТ Алязи Наги, Амаки, Цандагдоху. В те времена, особенно за Уриндагдоху, вы не знаете, но я вам скажу, в советские времена люди были более такие, да, советские, скажем. И многие любили выпить, посидеть. А фольклор, вот многие, это, к сожалению, хорошо или нет, я хочу, чтобы вы знали. Да, у нас фольклор тост, у грузинов есть тосты, и у нас есть тосты. Кто не знает, тот из молодняков, может, не знает, а более старшие помнят. И вот 99% из тех красивых тостов ночи фольклора, которые были, раньше она не водка называлась у нас, они другому назывались, пивной, медовухи, вот что такое было. Я опять же говорю, с точки зрения религии, я говорю еще во времена Джахили. Так вот, все тосты, которые были у нас, Бакалиш была, они подтвердят, они, когда рассказывали про дружбу, про друзей, всегда
цучуа ишер цунанер керцавагар и гылкавцавох божо дочдау хотя гылкадат сара хунт цучуа цунишер цучуа цунанер и ой хазло цаквали дели дождь он все тосты, которые я слышал, не было ни одного тоста, чтобы даже можно стегло дючхена. Это пьющие люди, чтобы вы знали. Никогда себе не было такого, чтобы в этом тосте было, чтобы друг коснулся даже руки своего друга сестры. Один тост я помню, один тост. Я не буду вам рассказывать весь этот процесс, но это тоже, как говорится, история. Фольклор. И там говорилось, что во время еды вещи дуаттер вян, хошел гейнер вян, чуян сун собордяш, я у них хена. Я бейб хакоду штала, я чорпанка хакоду штала, цэзбек, цэуш хакбел. И она, где чуя шицаук дяша, она возвращается дуаттер дауан. Стуялт я уайлен кихт из горгумей салфет крыла, цихлюзин. Охула Хайлин – это друг его брата, ее брата, отрезал себе палец, цуна хакбер был, пьядак хадин, цуюкибелин, яхиеч, юхажвош. Аллаху акбар, Аллаху Аллаху Маша Аллах. Аллаху акбар. И это, чтобы было понятно, мужество стегняла ой хазмаоли, шейт квартахой. Но даже в то время, даже при таких вещах, особенно тот, кто умеет рассказывать красивые длинные тосты, они всегда были про дружбу, про верность брату, про верность другу, про верность семьи. И шлеп тосты. Но никогда я не слышал ой хазвялиери, хардири, вождири, ой хасу. Это в советском, имеется в виду более старшего поколения. А я слушал всегда вот так. Я к чему это говорю? И сакрально хум халашуневой. Ишах, зутчунах, юах, хатсавалар, лырвалар, хунца алитар, нанца хагьяр, иш сахагьяр, и хун сахья вашсала, хинстол, дукадол, бьюхумшдуй. Ты иногда их слышишь просто-напросто, настолько сильно поражаешь. А за все свои 41 год, когда по этим границам тема пошла, я не слышал столько плохих слов про женские, мужские гениталии, как вот из западной стороны. Я никогда не... Про родителей. Налида. Вот зачем это? Хубяхму бехар ханейн, я хаде хубяхму. Они даже знать не знают, они или умерли, или старые, им никогда не было до этого дела. Никогда не слышал. А что это за привычка? Сунца, за это, если язык отрезали, тебе голову отрубили. Ну уж точно живым бы не откусили. Я не говорю, еще раз, я не говорю, что разница в войне, не войне. Ну, я вояться хазасун. Я тем более ингуши иду, ошсахазасун. Все или я не могу отвечать. Но сейчас это вошло в привычку. Почему? Я не знаю. Ну, в это есть, к этому, ногчи фольклор, как типа тоста тоже использовали. Я сейчас перескажу это, ногчи моста. Тадиесчан, ой, тадиесчан, оле, олар, ой, тадиесчан, таалаэль, ой, тадиесчан, рем эмклаш хуйл, хуарцан муаз хуйл, гумсан, ламсан гум хуйл, и эмкалш, таот муаз шу керчан, юот гамар керчан. سانت امهله غمر برتكام يعطل الترمر سردمات ترمر ما شاء الله ده ما شاء الله ويتديس ايش تو شو يبغى كده كان اعمى بوقت براو غوهم كيرا زيخ كيل غوهم اي حد دواشلو بياخدواشلو даже это олар уж молш ашбела, уж одеш бела, все равно какой-то уровень они соблюдали, какой-то собственность, статус, оли, шейта, я, все равно. Этикет,
какой-то этикет был, вот, застолье, что бы это ни было, я это не приветствую. Но это было, никуда от этого не денешься. Хилла к хилла, все это было, ну как-то умели себя вести. Сейчас олар, хыз олар, үш мух бела, нохче адат шхар, нохче гилк шхар, шуюкир, от гилк шуюкир, от адат шуюкир, эрата болар. Вие от ши байрам буй, масту хуман, та байрам бар, от байрам, вие квагта буакар тамо. Да. Я понимаю многое, Заур, честно скажу. Я не списываю фактор войны. Я знаю, что это не та война, которую мы хотели, что нам ее навязали. Это наша боль, Башлан. Да, поэтому ты совершенно прав. И я перебью тебя. И послевоенный вот этот период, людям не до этого было. Абсолютно Много верно. упустили, мы очень много упустили. Вот это поколение, дети войны, это наша боль. И да, они не виноваты в этом, понимаешь? Им это как-то надо объяснять, это до них как-то надо доносить. Там просто цаха, шилу, пик шил дутер, и хумдуй, шен тамо хайгам табич, тамо датадич. Я на примере дата гайч у армадати, это Tunde tagutter tan lietelus dena nana tadeftan. Usta ambo humdui tan dahiga tan tatto hums at figure for Deutsch. Бокали, бокал бога, и что der бош. Фять бюкуш. А для меня это элементарные вещи, это базовые принципы наших адатов, наших обычаев, традиций. А для них это удивительно, понимаешь? Цять бюкуш, так что хумш, иш мегар мадат, иш тамегон. Эрдич, иш дон, идиш, идон, яндон, хаздатсон, иш маэл, куапа, кик, данисти, они даже этого не понимают. Это наша боль, вот эти дети войны, и это наша очень большая проблема на самом деле. Проблема еще заключается в том, что когда ты сегодня говоришь такие вещи, многие думают, что ты умничаешь, многие думают, что ты якобы пытаешься... Валлахи, биллахи, я сейчас не умничаю, я же не про тебя говорю. Вообще голос, если я что-то хочу тут умное сказать или как-то выделиться, я сурт, да, я сухучуам танны милуцаха, сдаются бокала хилла, что просто хома, дуаглаш. Ты смотри, ты-то еще, я не про тебя говорил, во-первых, я говорил про себя в первую очередь. Потому что когда ты пытаешься говорить что-то или что-то делать, ты всегда берешь на себя удар. Всегда найдется человек с грязными мыслями и грязным ртом, который начинает осуждать тебя, осуждать твои действия, осуждать все, что ты делаешь. Сегодня, что бы то ни было, как бы ты ни поступил, я всегда говорил об одном, даже когда рассказывал чисто только про историю, ты слышал, наверное. Я всегда говорил, не пытайтесь мне или обо мне говорить, что я делал раньше. Вот этот человек, Амасла, он записан рус, он заходит и упрекает меня. Он и еще один. И в Ютубе пишут мне, говорят, это ты тот, который... Слушай, этот человек, который создан, и его государство создано именно Российской империей, мне говорит, это ты тот, который на лице нарисовал российский флаг, он мне говорит. То есть он не может меня переубедить в историческом плане. Он не знает ни истории, ни археологии, ничего он не знает, понимаешь? Он просто хочет меня задеть за живое. Это ты, говорит, тот, кого нарисовал на своем лице российский флаг, это каково же нужно опуститься в Авцусию, чтобы рисовать флаг тех, кто тебя убивал и так далее и тому подобное. И этот человек, это говорит мне человек, который создан этой империей,
получил все от этой Так империи. он же сам часть этого всего. И часть этой империи, и всегда делал, и ни разу, как указывают его старейшины, не сделал ни единого выстрела в их сторону. Я всегда говорил об одном. Я был студентом, я еще сейчас не оправдываюсь, я был студентом. Мы встречали трехкратного олимпийского чемпиона Буайса Расайтиева. Он, к сожалению, выступал за Россию на мировой олимпиаде. Я был студентом, там есть какие-то правила, что-то. Я это сделал. Я опять же говорю, Валлахи, биллахи, таллахи, Бог туйбу, сайкомал дух диешон, дунята. Кикам нишдадат, сайкомал дух диешон. Сайдахря, мне вот 40, буквально сегодня какой, 12, через 5 дней у меня день рождения. Через 5 дней мне исполняется 42 года. За все свои 42 года ни один раз я не сделал ничего плохого своему народу. Всегда пытался с хитростью, с надрывом везде показать нас лучшей стороны. Получалось у меня, не получалось, но я занимался правозащитой. Конференции я делал все, что мог для своего народа. Да, и Всевышний Аллах видел, Аллахи, но эти люди, когда не находят прикопаться, в истории не могут ответить, не могут сказать ни в историческом, ни в каком, упрекают меня в том, но сегодня он, во-первых, первую улицу в честь Путина сделали они. Они всегда были частью Российской империи. Они никогда не были отдельно независимыми. И были с паспортами. Все это. И этот человек хватает ему наглости и просто асбах. Хажалбах асык. Хосо упрекать вашу. Тогда ты должен откажись и сделай. Выйди в митинг вас. Возьми плакат. Выйди на Красную площадь и заяви о себе. Сделай. Не надо меня провоцировать, меня вызывать. Я это к чему говорю? Если вы занимаетесь чем-то подобным, я ногчал дютилаш, я историю силаш, я граничу. Вы всегда, или я, милла, мы всегда будем мешать кому-то. Почему? Потому что царна, вайкам халлакда миттиг вайбюти, царь шейк дылуштиг любой махадрит ушел. Милла, харкам двух, да? Сисас, да? Гилакс дала, лоузаркс дала, яуманс дала, дозанс дала, латтанс дала. Если эти люди, уже не справляясь сами, зовут Артема, Кикабидзе, примерно вас, не то сейчас обидится, грузины, но я имею в виду грузинов, осетин, кого угодно, это уже говорит о многом. Они привыкли, что последние, с начала 90-х по сегодняшний уже прошло 33 года, 34 года. Они привыкли, что все время они пишут, они гадят, они рисуют, а мы молчим. Мы молчим, потому что... А я ищу, ой, гойта дерцем. Не надо молчать. Время проходит. Годы идут. Война шла, они назвали улицу имени Бориса Ельцина. О чем ты говоришь? У Путина в проспекте. Ой, чувак, они назвали имени Ельцина улицу. И я прекрасно знаю тебя, Хиллак. Меня туда перевезли. У нас тут своих хватает. Колга, умакает. Тебя, Хиллак, шибут, тебя, от лагеря, Хиллак. Что там творилось, я все прекрасно знаю. От мотал балбах, бело бьешь, я прекрасно это помню. Донж мотал балбах, штонг, шил,
غلبل كدبل عشبو ناق دودقي لطي بيرش تو كيكي بي خلدو او دود بيش يشمع سياشي بيولش دعوات لودر كش обязательно зудэлен бохшпеш тут лагерь халга от палат халга машина хахиш бор музык лёгкий машина шайзош праздники у них Новый год ёлки де бука де дака де такой ашбуш те ан хокка палат что горе да аш нах болш и ирч яхдер сон совел давал дит солдат дикнаш бо вежери бо душадик ну и хиллак дой я это не забуду никогда таума хасон والله بالله таллахи тан и хиллак إيش ناخذ شو بيحكي عارف بايد كمال بايد إيش ناخذ شو بيحكي عارف صدق ماشيين شوية يا بلاتك شوية يا أوتوبوس شوية يا أرا بايتة فيجن عذر مواد إيش متى بالش بيت كسوكير أو رميات روان إيش متى بالش أتارلي لأنك سوم прекрасно موات بيتش Бордин кигенар дабук туам бе ну хари вожи тигер иш шоз лох шбахтан тигер вед Москва хавия Москва поргат валок тига поргат ватар дух-дик там модит это вещь прекрасно это все помню ой зудиалена шуда хуахшу машинен шо тала матал балбуак шнах обутига ой, сигнал шьяч, машина шайзуаш, музык шлёкач, ёлки ахалбыш, праздник шдяш. Та праздник чакта долеч, и праздник лоудер шдяш, халбыш, телевизор чуа. Яхтагеч, понимаешь? Вежери бубота, так, вошел дуй, и вежери бубош першпуй, так, вежери буй, вошел дуй, модердич, ой, адатчик, ой, гылчик, хаджан. Вошел дуй, дерда. Дел да, табеб кусуак матакоден тига тамо. Беб то туган чувак. А ши ко ял беб во уч. Ха саяга нуун ял. Су там нисбел хирбу Истанбул нахуш тахилла табо. Сунам такоден. Я тонам такоден. ماشي يعني شو عين لاحقة عين بلد جن شادق جن دوغن تاتين وشو عين بيت قبولكي إذا أنت قادر تغير دشي تعويتر سبيتال ما قوام بيحكن دشي ماشي يعني لبوي هم حقيقة شرطة يحتغيج ها تعبيت بولكيشون ها جيج كسواكيشون ها ساغن يتوجع مال دوشون حتى يتوجع مال دود يتوجع هر دوشون هر ساغن دايق دوشون يعني عهود يوم ثاني هم مش خاطر تخيل هم ما درديت لا ثاني هم اشتغلنا вообще خاطر إذا ладно إذا هورا نوشيشة كشيدك ده هو درزاور هين сардуч так ну мы чуть-чуть отклонились от темы هين сардуч так я поэтому это серьезно не воспринимаю ничего дит наши дит инах болш могой انت تتجا عيناش وتطلع شو عيناش دقيقة شو انت تتجا شيء نوخ عينا اول бесплатно عينا любой чем да что шейга عين شيء дева шволча عين تجا عين ой بقبل عاري 15-20 тысяч человек балат что عير وجد обязательно تعتمد على اللغة обязательно تعتمد على اللغة وهو مو تعبي كتير دير ما درتان خلام إيش ناش ديك ناش يا عيال كان في هنا قاصد لا لا خلا إيش но это меньше 1% от общего числа меньше 1% я таких случаев сам не видел. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. Эва, самый дырс, что бежен что ингушетя, прокачецик, богдак вахалдис, хоть олелир, элят, это семя. Тадик второй на острове сумтун, это мы тадик задукжим морцовена. Ша еще жабу борш на бахты наш араб был абон, и суды беш.
Искер хочу жить сагадыш. Леон бирт хубак дек бахал дер. لا سيدو Душега. إيش Ну, Я إيش всегда نشخلة إيش تخلة تبو خلة خاء وين خاء إيش خلي خاء نو وابشن تاع هند دوتك دوي هند وين تبع قولش مبويتا وين وشل تلي دوي هو بيجري دوي هو بيجري ده вообще سيبو всегда, Аслаш, всегда я к чему свожу. МТ, и хай микрофон отключиться, я шуму шьем. Выреза лектион. И просто это и бетер. Бетер кнопка, это и вот все. Башлам. Это исторический вопрос, да, И что, дух войны, суман, и грузинские военные дорогу, сами халат, кавказский план больше. Да. И дало уж старый то есть Кавказе, Россия дуал план беш вот. Имамат, Халадия, Черкеш, стратегически важный старый перекрыть. За Кавказе ты думаешь, как появились армяне вообще? Считается, что многие сегодня это не говорят, но азербайджанские ученые, некоторые другие ученые говорят, что именно эта дорога и была проложена в Грузии. Это было сердце, как говорится. Ты знаешь, вообще Кавказ имеет два маршрута. Вообще геополитически и исторически считается, что через Кавказ все императоры и государства, которые хотели в дальнейшем развиваться, хотели проложить дорогу до Индии. Через Персию до Индии. Это вот была мечта Российской империи, чтобы соединиться. То они через Азию пытались сделать, то они через Кавказ хотели сделать, то есть выйти на Индию в то время. Великие державы, такая как Великобритания, Британская империя, они через морские пути хотели, точнее, через морские пути через Индию проводили торговлю. Это было одним из самых богатых государств. И само собой, Россия хотела через сухопутную дорогу проложить до Индии. Это через Кавказ. А там было только две версии. Это по Каспию, то есть должны пройти, это опять же получается по нашей территории, по Тереку, плоскостной территории. Или между Сунжинским и Черными хребтами. Ханшиацвой, Ачхой Мартан, Урус Мартан, Хамби, то есть через перешейк от военно-грузинской дороги. Раньше такого не было, этой дороги вообще не было. Ее проложили во времена Ермолова. В то время это были густые леса, то есть эти места были полностью вырубить, поля, стоящие царь, поля, что шметы целые. По крайней мере, правая сторона Сунжи была сплошной лес почти что. Ну, пока историки так говорят. Так вот, военно-грузинская дорога, она имела самую важную стратегическую задачу выйти в Закавказье. В России говорят Закавказье, это вообще считается, что это Кавказ. Это Грузия и Армения, само собой. С одной стороны, они должны были на Турцию сдерживать здесь заключение договора, а с другой стороны, с нижней стороны, через Дагестан, через плоскостные территории, с другой Закавказье. Через Кавказский хребет большой Грузии, и Тонкалы, и Казеги. Эснецали, Диха, через Дарьяльское ущелье вход Ицакала, потому что он был еще с древних времен. И здесь было. Но здесь проходить было очень сложно. То есть по нашей территории, она вообще-то записана на многих старых картах. Она называлась, если ты заканчивал исторически, ты слышал бы термин Тмутаракань. Называли местность Тмутаракань. И во времена Царской империи, Российской империи, Тмутараканью называли окраин, местность, где выживают дикари. Или ее называли по-другому. Некоторые называли Тартария. То есть некоторые сейчас говорят, что Тартария – это место, где проживают татары. То есть это, будь то без разницы, для них татары это были все кумыки тюркоязычные. То есть все, кто проживает и говорит на тюркских языках. Казахи, кумыки, татары, киргизы, любые все. Для них были татары. Вот эта Кавказская военно-грузинская дорога по территории. То есть в определенном времени Ингушетии не было в то время, не существовало.
вот эта территория вплоть до Дарьяльского ущелья. Дарьяльское ущелье был один из наших представителей нашего Эккебуш, Лам Эккехила, другой сейчас Султан Мурза говорит, Шейх Мурза Акоцкий уй, Цацбочар, Вошу Оли, Цацбочар, Шичу Оли. Тот возглавлял, был одним из богатейших людей в Аухе, то есть Акотская земля, он занимался, то есть, бизнесом, то есть весь то время самое процветающее место, где проходила торговля, это была низменная территория, не горная часть, а низменная, где Тарки, Эндери и вот все в этой области. А другой был в Дарьяльском ущелье. То есть в то время, чтобы было понятно, не было самой собой, не было Ингушетии. Были общества, там, пускай будет это сегодняшние Глейгвей, там, Чанты и так далее, там, Сорвай, Мелхи, Кирвай, разные общества, что единого народа. Но государственности в то время не было. И вот эта дорога проходила во всех местах, все крепости, начиная Анзор, Сирмолова и Дель-Потса, которые впервые, все вот эти крепости, Владикавказ, Моздок, Назрань, Грозная, Петропавловка, Илиновка, Кизляр, Кирленная и все остальные станицы по левую сторону Терека, все они были построены против чеченцев, чтобы они не нападали. Поскольку, когда чеченцев окружали и загоняли их тиски, надо было выживать. Единый глочинок бехольш сахала, щихума халилу эту хольш сахала. Само собой, военная грузинская дорога, им нужна была геополитически, туда даючь оболшхилацики, бешнахилацики до заграницы. Мугалтар хаус, ищет море, больше Грузии, для них Грузия, это фактически получалось, что кроме Грузии и части Осетии, остальные все республики были мусульманскими, чтобы ты понимал, то есть был ислам на всех. Адыги, Нохчи, Галага, Сюили, все мусульмане, кроме части осетин и грузин. И небольшая часть кабардинцев, крещенных. То есть не все кабардинцы мусульмане, чтобы было понятно. И вот эти небольшие части, вот кроме них, и вот эта дорога, в основном все эти крепости, чтобы не были нападения чеченцев на эту дорогу, военно-грузинскую дорогу. Получалось это во времена Бейбулата Таймиева, во времена шейха Мансура и в дальнейшем уже вплоть до Ермолова, уже Ермолов сделал одну кордонную линию по Тереку, откинул Нохчи, то есть они уже не могли нападать на Тереке. Потом остался между Тереком и Сунжей есть вот этот промежуток, да, чтобы ты знал, Аллан Юрты, Улари, Сюрджал, Юкахай, Лахнойри, Дойкуроль, Шайл, промежутки, один терский хребет, один сунжский, они находятся между, называются мирные чеченцы Оларцунах, они вот этот промежуток откинули чеченцев, начали строить крепости, Назрань построили крепость, опять же защищать военно-грузинскую дорогу. До нее, само собой, Владикавказ, потом Назрань, потом Грозная, Петропавловка, Элиновка. Ну и Кизляр был намного раньше. Моздок точно так же построен против. И везде все военные документы вы можете посмотреть в основе своей, чтобы не нападали, чтобы не воровали, чтобы не забирали, не угоняли скот. Вот таким образом были выстроены вот эти все форпосты, которые были. И внезапно тоже. Потом по Аргуну была построена, в Шатое была построена, там тоже военная крепость. И понемножку загоняли в горы, чтобы в горах не могли, конечно же, когда загоняешь, чем меньше места, тем люди должны или согласиться стать подданными, верно подданными, или они до конца идут и сражаются. Так получилось, что до конца сражались, до определенного времени, до конца Букуну, пока нас не сократили до такой степени, что потом Борятинский
Ермолов, конечно, пытался, кровью навязывал. Но что я хотел, я как раз-таки до вопроса Анзора хотел рассказать. Я ни в коем случае с собой не сравниваю, не думайте. Но ни шейх Мансур, ни Бейбулат Таймиев, ни один из тех легендарных личностей, кроме Байсангура. Про Байсангура этого я сказать не могу. Байсангур был несгибаемым. То есть нету ни одного документа, ничего подобного, где бы он согласился хотя бы на секунду политически даже разговаривать с царской Россией. Он такой крайне радикальный, так скажем. Но вот, что я хотел сказать. И Бейбулат Таймиев заключал договора с Россией. Вы знаете эти рассказы, они описаны. И шейх Мансур до определенного времени терпел, ждал, он ничего не говорил, не противодействовал. Это все через определенное время от безысходности, когда уже не оставили, они выходили и шли до конца. Шли за свою родину, и они являются национальными героями. Точно так же и многие другие достойные исторические личности нашего народа. Сначала терпели, потом уже выходили на путь. И если сегодня некоторые люди думают, что можно решить своей ненавистью, своим презрением, своей неграмотностью, необразованностью, не знает историю и не понимает вообще ни в политике ничего, если пытается все решить только оружием, только силою и только ненавистью. На таких основах никогда не построить государство, а уж тем более процветающего, развитого. Я думаю, прекрасно это понимает, и Заур понимает, и все остальные это понимают. Не построить государство, в котором могло бы быть построено на ненависти, презрении. Вот, да, мы знаем это, из новейшей истории мы знаем это. Несмотря на все это, бывают моменты, когда грамотный подход, когда люди едины, солидарны, когда мы все становимся единым целым, грамотным подходом восстанавливаем, будь то территорию, будь то свою государственность, что угодно, можно добиться. Наши дети, чтобы учились на лучших местах, не покупали, не давали взятки, а учились. Да. Чтобы мы размножались, чтобы мы строили дома не для того, чтобы сегодня сдать, завтра купить себе Мерседес и быстро свалить, а послезавтра Муахма Бегина, чтобы он разрушился и погибли наши ногти. Нет. Строить так, как строили наши предки. У нас есть в горной части мосты, которые построены 400 лет тому назад без единого цемента, и до сих пор они стоят. Есть башни, которым по 400, по 500 лет, которые стоят, не сдвинувшись. И в таких местах, на которых сегодня даже со всей современной аппаратурой его невозможно построить. Вот как строили ради себя и ради своего народа. Строить не так, чтобы тяп-ляп сделал, быстро украл, наварился. Как вы помните в этом анекдоте? Я ни при чем, меня там не было, да. Или арматурери, я цементери при строительстве дома. Я это к чему привожу? Каждой вещи, если учитель, без разницы, педагог, будет делать все ради. Вы помните вот этот видеоролик, где учительница плачет, говорит, чтобы наши дети не умирали, вы должны учиться. Учительница. Так думаешь, что он бьет, бомбит, тяжешь. Я лхаю, Валлахи, эзернашка, миллион штадов мегермадар, ищет учителя. Миллион, потому что эта учительница, она жила ради своего народа, и она думала о своем потомстве.
имеется в виду о государственности, о важности и истории, и науки, без разницы. Вот такие преподаватели, они переживают за своих родителей. Если врач сегодня будет делать операцию не ради того, чтобы ему завтра в карман положили 50-100 тысяч или что-либо, а сделать лечению человеку, и этот здоровый человек, многие слышали, в исламе есть моменты, где рассказывают, как недавно, особенно мархибаттах, тем подниматься, к религиозности, и там было про одного человека, царица, да, где он расплатился за молоко и 4 финика, он в детстве голодным был, никто ему ничего не давал, то ли школьник был, а этот продавец ему дал молоко и финики, кажется, если я не ошибаюсь. Я это как пример вам рассказываю. И он каждый день то ли давал, он в школу ходил, тот учился. И этот старик через определенное время заболел, и у него не было денег, чтобы лечиться. У него то ли онкология, то ли тяжелый случай. Ну, явно этот человек не мог себе позволить операцию эту. Там то ли дочка у него плакала. Его привели, и этот мальчик, который в детстве учился, и он его подкармливал, оказывается, то ли нейрохирург, то ли кардиолог, и он ему сделал операцию. Они удивились, и он, когда он уже вылечился, то ли на бумаге написал, рассчитался там за молоко, и что-то он написал, кажется. Если я не... Это я так утрированно рассказываю. Я это к чему говорю? Если медики будут лечить педагогов, всех своего населения, как с любовью к своему народу, к своей государственности. Я про религию молчу, это выше всего. Я вообще говорю, если завтра эти педагоги будут пытаться, чтобы больше врачей таких же было, если и вот так вот эта цепочка, если тот, кто хлеб будет делать, не пытаться своровать или если он будет чуть-чуть хотя бы, печенен, санокших он, печенен, могшал дикхариат, хардас эл, и ханал риц да хашвала, шурюк швочвот, эхитуат хач, цен шурюк швала, ет обух швала, ет шурюк швала, мустер шураца юкш, свежий юбош. И вот так каждый человек, жишк дукшвен, хоквал юк, и дахка ювален, ахайц эл жишк дубош ваца. Если вот так заботиться о своем народе, о своей государстве, я понимаю, что ты не наживешься, не купишь себе Мерседес и так далее, там, но в дальнейшем твое государство, твое общество, твой народ тебе будут благодарны, и ты от этого и перед Всевышним, и перед своим народом, потому что благодарность, взаимопомощь, она идет, это как цепная реакция. Если ты сегодня кого-то обманешь, завтра ты деньги дашь, он поступит на медицинский, за деньги закончит. Послезавтра человек ляжет под него под нож, он умрет. И что? Да, все, сундать, анестезия переборщили, это сделали, то сделали. Так нельзя. Так нельзя делать. Нельзя строить дом, чтобы только для того, чтобы сдать. Нельзя делать операцию, чтобы только... Если тебе заплатили, то тебя до... Наша Раша Чуайр, момент, там был один бедный и один богатый, новый русский. Так нового русского как там? Совсем это вот смешно это было. Но это реальность. Это реальность. Если у тебя сегодня есть бабки, то тебе и лучшее лекарство, и лучшее место, и самое-самое крутое все будет. Если нету, то, извини, риск даст, есть, все. Так не должно быть. К сожалению, сейчас мы перешли на рыночную экономику. Вся Россия перешла. То, что было в СССР, как бы многие ни говорили, этого уже не вернуть. Я не говорю, я не идеализирую, не думайте, нет. Но это там уже хотя бы никогда не вернется. Да, тогда были какие-то принципы, клятва Гиппократа, какие-то бесплатные лекарства. Это была сверхдержава, которые, кстати, приняли многие вещи от
нашего, я не скажу от ислама прямо, но многие вещи с ислама были там. Вот эти равноправие, бесплатное это, бесплатное то, это было. Но, к сожалению, когда невежество, когда люди внутри этого государства, чтобы было понятно, возвращаясь к истории, я там историю перепрыгиваю туда и обратно, хуриты и урартское государство было разрушено изнутри, потому что урартийцы и хуриты воевали всегда. А внутри этого государства рабочими, клерками работали рабы, которые, в то время это было нормально, работали рабы, которых они поработили. И эти рабы, и эти работники, которые были внутри этого государства, расшатали и уничтожили ее. Это пример нашим представителям нашего народа. Я рассказываю к тому, какую мощь имеет под собой внутренний сепаратизм, который нельзя допустить ни в коем случае категорически. Не допускайте этого. Ой, цаканду, ой, цамахкбу, ой, бусулбаду. Нельзя. Есть хорошие, плохие люди. Но коман, малия, махалагдиар, хаммахалагдиар, махалагдмаби. Время пройдет, вы ничего не оставите своим детям. Так, как сөйлем аққасын, сборная хачар-пучар хырду, долго, цапарти оққа, цапарти шейнлуа гияш, шейнлуа грекит яш. Вот это мечта, понимаете? Это мечта многих, чтобы это превратился в какой-то базар, чтобы здесь не было хозяев, чтобы здесь были космополиты, где говорили, чем больше разбавлено, тем лучше. Это идея фикс у многих людей. Почему? Потому что, не забывайте, Нохчикан среди титульных народов третий народ в России. Да. Нас немного. 1 600 000, 2 миллиона. Нас немного. Ой, деба, ой, сапха миллион вар. Валлахи, биллахи, таллахи. Эс кварт дакачалс. Да, ваштош, тин ваштош. Лич меттигёш. Терчу халбош, сич арабош, вай ашкрмада. Ной барт бац. Ой, даванак, дакача, асобош. Ишт бежтайса косе. Лил. Асобарди, сихмалор. Жим-жим, нис аудизвой. Хараяк извой охра. Ма. Башлам. Жим-жим. Башлам. Как ты относишься к лезгинам? Например, я вижу, если у меня есть TikTok аккаунт, да? Когда я постю, например, про Урарту, да, Урарту, вот потом лезгины пишут, что это было совместное государство с нахами, с нахчицами, да? Типа с нахчицами. Это было... Лезгины, и я этому не верю, да? Я не верю. Зря, малыш. Я не верю, да. Лезгины, чтоб ты знал. Лезгины или леки, иначе называя, они потомки Кавказа, как и у нас. То есть они были нашими братьями. И поэтому по ДНК они недалеко от нас ушли. Ты знаешь, вообще наха-лезгинская, наха-адыгская языковая группа была. Не было дагестанская. Это сейчас в 20 веке дали ему название. На самом деле, лезгины это автохтонный народ. Он не пришлый народ. И они на самом деле относятся и к гаргарейцам, и к албанскому государству. Башлам, так почему у них нету своей республики? Как Чечня, как Чеченская республика? Собордял. А ты сейчас, во-первых... Ингушетия есть, да? Ингушетия есть. Стоп, подожди. У них это очень большая проблема, и это очень болезненный вопрос. Чтоб ты знал, лезгины разделены на 3 части. Их раздробили на 3 части. Им никогда не давали даже. И сегодня даже как таковой. Ты знаешь, что половина, не скажу, но чуть меньше половины, они живут в Азербайджане, их не спрашивая отдали. Это такова государственная политика. Если ты хочешь сказать, не забывай, их не такое количество, как мы. Их не так много. У них другая культура, они более мягче, они кейдбуш. Ты походу не видел их. Асбол метти гинеон.
يتعلوش ميتك باتسير يتوان بميتك باتسير برسوش عيزوش خلوش بيرش واحدي أشخلوش يو جوجش تليش خلتسان يو عبالين بوخ غونتي وخوشينسان يو سيحة غاز غونتي وخوشينسان هوك يبقى سيولي بوتسان وقع تدعروي بوتسان تال شيء ده دقيق دعدعش عصبو نافك عودي با تش باتش تملوي شيء إيش اللوش شيء دلوش تقدر عصبو باتش تم هون جوجي تملو بناقو جوجي باتش تملوي تاهو تمش بناقو وقع تعاون كل مولع دعبود نقطة غادية ونقطة دعبود شغلتها هيلي دعبود شغلتها غلغي دعبود شغلتها استغل قامش ديتشا سوليش بروستا نابروستا واحدة عينه حالة تعتمش إسبانكيسي نقطة واحدة هوشتي عليه قيق حالة أولشتا تير زودري دشي تين واش تير مش دعوش تير دين جوري توبنش حيانوش سوليش يخوي شغلبش هون مات إيش تا بات إيش تان أولسان ده تان ديك مليون بو أولسان نو اشتملوا يبغونه يا هو أذربيجان اشتملوا يبغو بات استورك شغلت الدنيا عليه يكرباخي وشعير بربش تاكسو تغنى كيف كازع وين باخوش عليه لا يماج أو شيء ريسبوبليك شوش بو أذربيجان بو جورجي بو أرمو نو اشتملوا بات روسيا نغطسنا يا Турция نغطسنا يا روسيا نغطسنا Грузия с точки зрения Грузии худер Васкаш, чуба, в 2008 году динап. Геттик, мирное соглашение. Табелит вам. Ты мой будешь? Бац, хунд бац. Хунд дир бац. Цара, гаскаш, гоцан цедой, я гаскаш, едо Европе, НАТО се печер, вот цедой, он цебал, был кудон, есть люди, которые идут до конца. То есть вельче цевельче бедабдош, ойсан дурак шуй, а сам шей чамон, шей шашлыки, шей вином, шей нормально аляца. Они жить хотят. Если мы развивались вместе, да, леки и ногчи развивались вместе тысячелетиями с Урарту, да, это уже 3500 лет. Так почему мы такие разные на сегодняшний день? Почему мы такие разные, как космос и Земля? Во-первых, еще раз тебе говорю, среда, в которой ты живешь и развиваешься, каждая разная. Это раз. Во-вторых, у нас всегда было место, где мы могли уйти и закрыть. Мы закрыты были от многих. То есть горная часть у нас всегда закрыта. Не забывай, ты живешь на Центральный Кавказ, он совсем другой. Конечно. То есть у нас горы и совсем другая культура. 100%. Но ты имеешь в виду, ты думаешь, что мы нет, мы не идентичны. Но в уральском государстве находились очень много разных национальностей. Не забывай, если мы говорим, что они близки нам, это не обозначает, что мы прямо от одного отца. Ну, они так говорят, братан. Они говорят, они что там... Даже сами наши ногчи, да, и постят видео с нашим флагом и флагом лезгин и говорят, мы братья. Но лезгины говорят, что они дагестанцы. Потому что у них нет выхода. Конечно. У них нет другого выбора. Поэтому я считаю, нужно, чтобы закрыть этот вопрос, что лезгины к нам отношения не имеют. Я считаю, так нужно, да? Да, но кому имеет нам? Нет, послушай. Никто не имеет нам отношения, никто. Вот. И если только так, конечно. Ты, вот видишь, ты никогда не хочешь, ты никогда не построишь государство. Ты никогда не построишь государство, которое будет полезно твоему народу. Почему? Потому что ты не государственник. Ты просто эгоист. Ногчи националист и эгоист. Хорошо, плохо. Знаешь почему? Потому что он выехал без меня, ищет мадиц. Ты не можешь уехать. Это Кавказ, братан. Здесь нету других мест, свободных мест нету. Хоть сгергалу лиру, диз, а чё квар, везо, дуквар. هو تسلي الله إيش دات إيش حقار وارمتك خلبيز بدعبيش قيتا هتعرق وتعوق وج ناقص الخل ديزعون جسوا درسني حوالع تعاسون إيش واتور سوري يوش سون تعمل مديتي همش مليدي وحيق الخل تعينز دوات تغليلو مديز عدوق واخد تعينز عجرجلو ليلو ساج حموم واخد شو خرشو مثل ده دواسهم
حنهدو حدشيدو عشايو نقوش تقعيو مشيش اتعيو وقنعيو حيدرهم ثاني حودتنا حد عيو حكي يشات يشات حودا يشات حيقل دوش كلمويز مرو سيخ تسوندير ما بقى اسمع ой лиз генше все хорошо талеш пера лиз генше саму واحده عن قاندو سامو واحده عن دون ثاني قا خاطر دوسا هانس جرجلو ليلا نوغيش ليلو ديز ونوغيش حو هلك تسوينا دير وان نور داعتنا شي دي دق داعتنا وكو كازي ما سال نوغيش ايتوك امو اخر بوكو شيخينا تحقيق البحر باتسال غونكيش داعتين غونكيش داعتين غاسكش قولي باس غاسكش داعتين دي دق برسوي باس برسواش داعتين سيرت قولي خوش حي دي دق عيوغا داعتين سيوغا داعتين سوليش داعتين سوليش داعتين قبيل ويتاسر داعتين سوليش داعتين مسار دين خلش حسنا واسكن سيز حمود غير شو حقول حزل حقيقة دباخون أسرع ده بيرز شو خداس حق تغليش دينا أهليلوش مثلا باسون نبريم تبى أحسن يو بوزيشيو استجا ويش هندو حقول تردع جايتنا قول حبش دع بيرزتنا حق شو يعني حق شو حوق كوين هلا كوا هيك أدور شو استجوا إدويتي تردات هنداش حين ويل مية حي قومن ويلية حي مخكن ويلية هوارت أروال غير شولا هناك واستي بيز مثلا حقيقة كان ديشيت ولد بيزا هذا أشور ملو معاهم أشور مؤمنين شعبيش علم مي شعبياتها والله ليزجيش بوت شعتير علم دور تغير بصوت دلعانة دلعوينا أشور موني حلا سؤال جيم خلاون تيك دعوي تشخينا تو مثلا يحكي سؤالي دعي أخي لازقو دعباخ أشور من أولي خيط شو حقيقنا شو سؤالي قيقنون ها شو هم كي قيقنون شو شابش كورش بيستقاتش حقيقنون أشور مو أما هم كي بيحكنا لازقو بيحكنا تعتبر كورش بيحكنا سؤالي شاش سؤالي كامن يقيرنا بيحكنا أسئلة حلوة ونطلع شاور واتسأل وارتوارل جنسون إكياغ جنسون وغوانا راسقي مش جيش كلا وجنا سو تاني خلاء لا إهم تدا بس مثل أسهل مثل هون دالوش تسمى وما خان كياغ دول مصر عزل أشرم بيبورد خيوج مثل ميالك أو خلك دياش دلع شيء خنيوت همان باتوكو ولر إس خيوج ولرس مسو خينا حق üyeş hudu üyeşe خلق قامسة دياش وي ديبا داخل درجة وي ديبا дальше, да, самый квертник. Мы должны учиться, мы должны размножаться, и мы должны жить. Не как свиньи, не как эгоисты. Мы должны как развитые люди. Почему были развитые институты? Первый институт демократизма – это Мехкел. И Богу Мехкел, он имеется в виду Мехкетшу, Мехкел, это суд, а Мехкетшу – это парламент. Суд, эти институты надо развивать. Ну, окей, Ваша, قيادة عجلة. Когда-то, окей, лезгины, чеченцы, да, были одним народом, типа, да, типа, как мы лезгины доказывали. Они были родственными, одни не были. Да, да, лезгины доказывали, часами доказывали, то есть кидали разные алфавиты, что-то кидали. Но я этому лично, то есть лично, как, но что, я никогда в жизни не поверю, то есть, окей, даже скажем, давай, нам нужны союзники, да, чеченцам нужны союзники в Кавказе. Ну как мы можем брать лезгинов как союзниками, когда у них нету даже своего одного города нету у лезгин? Какой, почему нам такой слабый? Хорошо. Слабый союзник нужен. Стоп, подожди. Твоими словами мы должны брать союзников тех, у кого есть город, у кого есть государство. Так ты хочешь сказать? Да. Из соседних регионов назови мне хоть один регион. Грузия. Ты реально сейчас это говоришь? Да, Грузия. И что Грузия? У них есть государство, у них есть город, города. Стоп. Грузия закрыла вентиль
и не пропускала ни одного туриста 2 года подряд, потому что она не хочет видеть у себя на пляжах морды с бородами и так далее. Грузия одним шагом уже вошла в Евросоюз. И ты думаешь, что православной Грузии нужны чеченцы? Ты уверен в этом? Там уже живут чеченцы, панкисты, например. Стоп, Панкисты. стоп. Я знаю, как Да, живут. не Всё будут знаю. они нашими союзниками никогда. Все знаю. Дружба Запомни одно. будет, всё будет, Грузия но союзников. никогда в жизни не согласится на равноправные права между Чечней и Грузией. Запомни это. Грузия, как государство, всегда будет стремиться быть доминантом на Кавказе. То есть она сверхдержава, а остальные все вассалы. Это политика любого мощного государства. Поэтому, если ты думаешь, что Грузия – это то государство, или Армения, или Азербайджан, которые ведут свою собственную политику, ты глубоко ошибаешься. Во-первых, разные веры. Во-вторых, чтобы ты знал, ты же говоришь, что Панкиси, ты знаешь, сколько человек из Панкиси? Я не хочу сейчас углубляться. Мастагвина Хаймонцер, Чугерс, Бяхкбоч, да парламент, Халха, Ахшара, палатка хватилят на ночи, чтобы хоть как-то возместить права. Цундера, Эцундер, Терлер, Эфилвой, да, университарию, а то с духом стейсна, деятельно, перевод. Но завтра мы, да, я постараюсь продолжить реально сойти. Я как-то не посмотрел, но уже 3-4 часа в эфире Шусон Пентердол мы продолжим. Для того, чтобы построить или говорить, лезгины тебе правильно сказали, по крови, по государству, Кавказская Албания, лезгины, мы входили, помогали им. Гаргарейцы, части, лезгины, мы им помогали, они нам помогали. Мы когда-то соседствовали, между нами не было никаких других хабалин, чубалин, нах. Это когда-то было то государство, которое... А если они тебе говорят, уральскому государству входили лезгины, да, это правда. Это правда. Потому что и у них, и у нас, и ученые это доказали, у нас чуть больше слов, которые можно перевести с уральского языка, у них чуть меньше, но еще твой сгергал душу. И они на самом деле считаются потомками Кавказа, как и мы. Просто мы от одного отца, а не от другого. Мы считаемся, но это было 1000 лет тому назад. Если ты хочешь выбирать себе союзника, мощный народ или государство, мощным становится, когда кому-то ты что-то делаешь и помогаешь. И если ты им помогаешь встать на ноги, тогда они будут тебе вечно оставаться. А готовы чем-то, кичочон, ты выйди, хомот плюк школа, зазимидайн, амма, Ну вот эта ситуация сегодня. Лезгины, смотри, Башлам, лезгины не хотят быть только с чеченцами, но они в это время приписывают и аварцев к себе, хотят к нам тянуть и аварцев, даргинцев, как лакцев, да, мелких народов. Это уже фитна получается, да? Это же фитна. Это же война будущее получается. Они не могут никак иначе. Они не живут в нашей республике. Они живут там, где они живут. И они не доминируют там. Но я тебе хочу сказать, лезгинш нохчишан цао мацадина, лезгинш нохчишан муатта цатуаха, лезгинш нохчиц ина шуахцаина, лезгинш цхан нохчичуна мадердич. Цао дина дат я гуч деладат. По крайней мере, муат битна бацон хадеде дисин гоушля чиниятсон مقتبع لون حدد كيرت تبع لون نقطة حنيو تابع كن هر سواء دكتور لون نقطة تكون دني لا لون تكون قيهوش أنا قبيل Войти, ويت إيه أصون هو разницу, Дагестан, чего
Еще буду говорить. Можно я скажу? Мы это Можно продолжим я? завтра. Башлан, можно я Завтра. коротко Магарду, скажу? Магарду. Ой, я просто уже Ладно. زور مثلا شون ديريز خير ما بالورا Дерез Масана хөл. إبراشك هون ديريز خير شو حيزديتان كان دان إنستغرام شوية حوصر دوي إفير تيجاها продолжи дир дуой. YouTube чуайла, Instagram чуайла, как пилотный вариант оставляет Ибраим. По-моему, здесь интересный был эфир, чем там. Я не знаю, Цундер Ибраим, как волосы Ибраим. Есть люди, были сегодня люди в Ютубе, смотрели, слышали нас. Умадари, хаттар, сахаттар, шумадари Ибраим. Жахло, ахайш муарака. Умеешь дарить ешо Ибраим. YouTube, что я тебе сейчас скажу. 70 человек. Картина густо YouTube. Радуй. Ду-ду. Але Все видно, вот этот список. Малюш фирбусон. Але лой таман малюр бусон. Лия. Да. Люшпеш. И вот это я сейчас олшек, дуй. Ревенклос хольтан. Дикник берду, дикник берду. Hausel. Ланда хольтан. Ой, дәл ла. Сәтүштек, дикник, сәтүшті ой. Дәл ла, дикник берду.